Все корпорации признают, что несут перед обществом социальную ответственность и соблюдают международные трудовые стандарты в процессе использования трудовых споров и отношений. Однако, как мы все знаем, практика показывает обратное. Такое количество нарушений прав человека, которые мы имеем на сегодняшний день именно в трудовых прав, говорит о том, что опять-таки эти все нормативные акты, они не выполняют свои функции. По словам генерального директора ООН, по данным сайта на 1 декабря 2020 года, сегодня более 40 миллионов человек являются жертвами современного рабства. Женщины и девушки составляют более 71%. Сегодня рабство проявляется в подневольном состоянии по происхождению, принудительном труде, детском труде, долговой кабале и так далее. Интересно, что эти данные на сайте не только с декабря 2020 года, а как на мое усмотрение и то, что я увидела, с 2017 года я встречаю цифру более 40 миллионов. А сколько их сегодня с каждым днем, как-то неизвестно. Также хотелось привести примеры для наглядности состояния регуляции прав человека в трудовых отношениях. Несколько примеров. К примеру, компания Tesla вот буквально недавно, после разбирательства в трудовом споре, признали, что она виновна и должна возобновить на работе сотрудника. И вот во время этого разбирательства стало ясно, что в договорах с компанией Tesla в обязательном порядке надо подписать соглашение, в котором запрещено общаться со СМИ на тему трудовых отношений с этим работодателем. Хотя нормы говорят о другом. Также хотелось сказать о том, что в деловых журналах очень часто мы встречаем информацию, деловые журналы, пресса для бизнесменов, в которых часто указывается то, что люди выгорают на предприятиях, на работах, и как же этого избежать. И есть такой момент, что рекомендуется, если человек уже выгорел и потом восстановился, то желательно его на работу не брать, потому что в этой профессии он уже никогда не будет таким профессионалом, таким трудоспособным. Он будет выгорать все чаще и чаще. Так что мы видим? Переработку, мы видим нарушения, но при этом человек остается сам наедине со своим выгоранием, со своей бедой. Также сейчас во время пандемии для того, чтобы удержать сотрудников на рабочих местах, предлагается такой пряник, бонус в конце года, который дополнительные золотые наручники для сотрудника, чтобы он не уходил в другую компанию. Вот так сегодня мы видим, что на международном уровне мы имеем множество правовых норм, и как бы все предусмотрено. Но вот на самом деле, как обстоят дела, давайте сегодня об этом поговорим дальше. Интересно, а как обстоят дела с правами человека в трудовых отношениях в Великобритании? Здравствуйте. Здравствуйте. В Великобритании уровень безработицы один из самых низких. По состоянию на август 2020 года, при том, что пандемия, этот уровень составлял всего лишь 3,5%, но это аж 1,5 миллиона человек. Большинство из безработных людей – иммигранты и молодежь. При выборе работы люди больше ориентируются именно на уровень заработной платы. Это 83% людей, которые составляют в среднем в Великобритании около 2000 фунтов без учета налогов. Но этого хватает на жизнь от зарплаты до зарплаты. За такую же самую работу больше платят в больших городах и на больших предприятиях. Мужчинам за эту же работу платят на 15-17% больше, чем женщинам. В Великобритании до сих пор присутствует выраженное расслоение на социальные классы. Если ты родился в более низком классе, у тебя практически нет шансов получить хорошее образование и, соответственно, профессию. А хорошее образование очень дорогое, оно платное. 48% всего населения имеют низкий экономический капитал и невысокий интеллектуальный и культурный капитал. Так, чтобы устроиться на работу, кроме того, необходимо резюме.
Без резюме тебя даже не берут на интервью. Например, молодежь вынуждена отработать на общественных работах от полугода с выплатой пособия 57 фунтов, что в 10 раз меньше прожиточного минимума в неделю. Официальная рабочая неделя состоит из 5 дней по 8 часов. Но это только официально. Принято считать, что такая продолжительность рабочей недели самая длинная в Европе. Но в действительности типичный офисный сотрудник начинает работу около 8 утра и заканчивает к 6 вечера. Обед обычно на рабочем месте. Также происходит и завтра. Англичане говорят о Ребята, двух в зуме причинах медленнее такого говорите. Англичане говорят о двух причинах такого положения дел. Давление со стороны начальства, боязнь плохо выглядеть перед коллегами и, конечно, боязнь потери работы. Конечно, это означает, что на семью, бытовые вопросы, спорт, саморазвитие практически времени не остается. Ну и большая редкость, когда человек может найти хорошую работу рядом с домом. Чаще приходится ехать минимум час, чаще 2 до работы. Работники на контракте имеют право на 28 дней оплачиваемого отпуска в год. И это зависит от количества отработанных дней, но в любом случае не больше 28 дней. Гарантия отпуска, выплаты больничных не касается самозанятых лиц, которых в Британии около 20%. На высоком уровне среди европейских стран охрана труда Великобритании. С 2004 года принята стратегия безопасности, которая дает хорошие результаты. Количество смертельных случаев каждый год уменьшается, но при этом полностью избежать смертей на рабочем месте не удалось. Что интересного по безопасности труда? Зачастую работодатель не обеспечивает нанятого работника спецодеждой, а сам работник обязан покупать спецодежду, обувь, которая должна соответствовать требованиям корпоративного каталога. Фирменную одежду выдают, но стоимость вычитают из контракта или зарплаты. Ну, логика такая. Хочешь получить здесь подряд на хорошие работы, покупай спецодежду. Детальнее своим опытом жизни и работы в Великобритании с нами поделятся Алексей и Елена. Добрый день, друзья. Великобритания сегодня действительно по праву считается одной из самых развитых стран. Она постоянно занимает высокие позиции в рейтингах успешности стран в той или иной сфере. Но давайте посмотрим на то, что Великобритания является развитой страной, и то, что трудовые отношения в Великобритании находятся на высоком уровне, такие утверждения, они справедливы только лишь когда мы сравниваем Великобританию с другими странами. Так происходит, потому что большинство других стран просто живут хуже, чем Великобритания. По факту люди в Великобритании живут лучше, чем остальные, но они не живут действительно хорошо, и разница между этими понятиями, она огромна. Несмотря на то, что в Великобритании действительно есть люди, которые могут многое себе финансово позволить, за годы командировок и за годы работы в Великобритании я повстречал слишком много людей, которые просто закрывают свои базовые потребности. И много тех, кому и на это не хватает средств. Откровенно нуждающихся и даже бездомных в Великобритании тоже хватает. И это сильно диссонирует со статусом высокоразвитой страны. Лично мне, к примеру, повезло работать в хорошей компании с очень хорошими условиями труда и близко к месту проживания. Но это скорее исключение, чем правило. Моя коллега, к примеру, целых 15 лет шла к тому, чтобы просто начать работать в хорошем, теплом, чистом офисе с 9 до 5, а не на складах ночные смены или с постоянно меняющимся графиком, когда ты толком детей не можешь увидеть, мужа не можешь увидеть и не можешь нормально спланировать и обустроить свою жизнь. Молодой парень, с которым я также работал, он 2 часа добирался на работу по трассе, по скоростной трассе, и потом 2 часа возвращался домой. Это добавление к тому, что он также работал и в ночные смены. Другой мой сотрудник, он как мог договаривался с руководством и в основном работал из дома, поскольку некому было смотреть за детьми. Его зарплаты, к сожалению, не хватало для того, чтобы закрывать все базовые потребности семьи из 4 человек. Его жена не могла найти работу, которую могла бы совмещать с присмотром за детьми. Поэтому она работала, а муж и работал, и смотрел за детьми.
Также со мной работала девушка, которая проходила химиотерапию, но она все еще старалась работать удаленно. И такая необходимость была вызвана явно не огромной любовью к работе. Также в моей компании были сотрудники пенсионного возраста, которые вынужденно продолжали работать, чтобы обеспечивать лечение себе и своим близким, а также выплачивать жилье, приобретенное десятки лет назад. Одна из сотрудниц ходила на работу с огромным животом до самых родов, а через 3 месяца она опять вернулась на работу. Ей повезло, что у нее было кому присматривать за детьми. Ну и вы понимаете, что она просто, конечно же, очень хотела работать, поэтому вышла так быстро. Эти и другие сотрудники, они были более-менее довольны условиями труда и атмосферой в нашей компании. Но в один прекрасный момент компания прекратила свою деятельность, и все сотрудники были уволены. Трудовое законодательство было соблюдено, это огромный плюс. При увольнении были выплачены также дополнительные компенсации, но выплат, которые сотрудники получили при закрытии компании, было недостаточно, чтобы в спокойном режиме искать новую работу. На это также наложилась еще и пандемия. Некоторые не смогли найти работу близко к дому, поэтому они нашли работу за часы езды от своего дома. Кто-то до сих пор не нашел работу из-за своего возраста. Также у меня были знакомые. И один хороший знакомый британец, он согласовал со своей женой следующий график. Утром и днем за детьми смотрит жена, а он в это время работает. А вечером, ночью за детьми смотрит он, а жена работает. Другой знакомый ежедневно тратил на дорогу в офис 1,5 часа в одну сторону, а вечером и на выходных подрабатывал подбором и ремонтом машин. Его жена, естественно, тоже работала. Еще один знакомый, к слову, коренной британец и руководитель отдела в успешной авиационной компании, также жил в дороге на работу и с работы и еле сводил концы с концами, при том, что его жена не только работала удаленно днем, но еще и подрабатывала вечером. Абсолютно все средства семьи уходили на банальную выплату жилья, автомобиля, оплату коммунальных услуг, питание, лечение, содержание 4 детей. Никаких развлечений, путешествий, ничего, что выходило бы за рамки базовых потребностей, всего этого не было. Сегодня дети в Великобритании – это роскошь. Также в Великобритании есть чрезвычайно много приезжих. И приезжие, они вообще не заикаются о трудовых отношениях. Они просто хотят заработать хоть какую-то копейку, чтобы переслать своим семьям. Я видел латышей, которые работают 7 дней в неделю на холоде. Поляков, которые крутятся изо всех сил на нескольких работах. Украинцев, которые постоянно меняют работу в надежде найти лучшее место. Россиян, которые в один момент остались просто без работы. Бразильцев, индусов, нигерийцев, которые навсегда оставили своих родных за тысячи миль. Все эти люди, конечно же, хотели бы жить на родине, а не в Великобритании. В Великобританию их привела нужда. Передаю слово Елене. У нее также есть опыт работы в Великобритании. Спасибо, Алексей. Здравствуйте. Мы, когда приехали в UK, мне тоже посчастливилось найти работу официально. Это был офис авиакомпании, которая в собственности англичан. Это частный бизнес. И тоже интересно, что хотя у меня был трудовой договор, но он был так составлен, что он максимально защищал интересы именно работодателя. То есть это был временный 3-месячный договор, который подписывался через каждых вот этих 3 месяца, если работодатель хотел, чтобы я у него продолжала трудиться. И по этому договору я не имела никакой медицинской страховки, ничего того, что имели другие сотрудники, которые работали вот в обычном режиме по законодательству. И в такую ситуацию в основном попадают приезжие люди, и при том при всем, что это еще является хорошим условием, что я не попала, как Леша говорил, на склад какой-то или на какую-то черновую работу. И интересно было, что я работала в ангаре, где обслуживались частные самолеты, мы их ремонтировали. И хотя официально этот ангар был, получил разрешение, чтобы там работали люди именно как офисные сотрудники, но
Фактически это была большая такая жестяная банка, у нас не было окон, там не было типа или холодоизоляции, или шумоизоляции. Было очень холодно зимой, очень жарко летом, а кондиционер у нас был только в офисе собственника этой компании и в бухгалтерии. И самое интересное, вот к чему это все, что было очень много таких моментов, когда ты понимаешь, что это нечеловеческие условия труда. Но компания, она состояла на 70% именно из англичан. И мне казалось, что это люди, которые живут в своей стране, их защищает государство, законодательство. Но вот с кем я общалась, рядовые сотрудники, они были в таком страхе потерять эту работу, потому что очень высокая конкуренция, и у каждого есть на 25-30 лет подписан договор на выплату дома. И получается, человек из-за страха, даже когда унижают на работе, например, или он с чем-то не согласен, у нас было так, что не нравится, на твое место 10 человек. И это, повторюсь, не только для приезжих, но и для англичан такое было. И напоследок скажу, что даже когда нарушаются права человека, и он по бумагам прописано, что ты можешь пойти в суд. Но у нас только один человек, которого выгнали, он пошел в суд, потому что у него были деньги, ему уже было 60 лет, у него были накопления, и он из принципа пошел в суд. Но это очень дорого, и если ты не выиграешь с работодателем суд, то на тебя повесят действительно большой чек, издержки в 1000 фунтов за вот этот процесс. И такой еще маленький момент интересный. Несмотря на то, что мы приехали абсолютно прозрачно, абсолютно легально, у Алексея было все в порядке с документами, мне этот банк в Великобритании так и не открыл счет, куда я могу получать свою зарплату. При этом не объясняя причин. И мне надо было зарплату перечисливать, начислять на Лешину карточку. И все так очень прописано хорошо, но когда ты с этим сталкиваешься, ты понимаешь, что на самом деле тебя практически ничего не защищает, и если ты хочешь банально выжить, надо соглашаться было на те условия, которые предлагают. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Спасибо, Леночка. Спасибо, Леша, что поделились. На самом деле, знаете, ваш опыт очень отрезвляет, потому что вот мы часто говорим, что хорошо там, где нас нет, как говорится, да, и это отрезвляет. Меня с Великобританией тоже связывает нечто. У меня папа уже 16 лет работает, находится на заработках в Великобритании. И вот хотелось бы такой пример привести жизненный мой, что изначально мой папа вообще по профессии летчик, он адреналинщик, он любит небо. Он пошел в профессию, потому что она ему нравилась. Но когда распался Советский Союз, он был вынужден оставить эту профессию, ну и как многие люди в то время, искать себя в разных других, скажем так, профессиях. Ну и в итоге его судьба завела в Великобританию, потому что нужно было прокормить семью, нужно было воспитать детей, выучить их. И так в итоге и получилось, что он в Британии работает уже 16 лет, работает строителем, долгое время был нелегалом. И он не работает на той работе, которая ему по душе. Да, он достиг своих целей. Дети выучены, дети были обуты, сытые, но при этом мы отца не видели. У нас не было близкого общения с ним. Семья в итоге распалась. Так много часто случается с нашими иммигрантами. Мама с папой развелись, и вот как бы вот он до сих пор там находится. И самое интересное, что да, почему он там? Там действительно оплата труда высокая. Но этой оплаты достаточно для базовых потребностей. Он не обеспечил себе безбедную пенсию, он живет там на съемной квартире. Но если сравнивать с нашей страной, то действительно вот эта обертка, она гораздо красивее в Британии. Если изучить законодательство Великобритании, оно очень классное, оно защищает со всех сторон. Оно прописано и регламентировано просто, знаете, вот, не прикопаешься, честно. Очень классно все прописано. Но правильно вот Леночка отметила, что для того, чтобы добиться своих прав, нужно нанимать часто адвоката, и эти услуги стоят много. Сколько людей в итоге не обратились за помощью к юристу, и вот как Леночка работали в невыносимых условиях труда. Таких людей очень много. То есть, по сути, мы видим, что человек находится как белка в колесе,
и в Великобритании. Да, это колесо может быть комфортней. Со стороны человек может выглядеть сытнее, он может быть более защищенным в некоторых аспектах, чем если сравнивать с другими, да, но суть остается та же, суть потребительского формата та же. Колесо есть, человек не свободен. И вот поэтому хотелось бы узнать, а как в других странах обстоят дела? Может быть, там человек свободен? Давайте послушаем, как обстоят дела с трудом в Германии. Всем доброго и светлого дня. Из-за высокого уровня жизни Германия, она вторая по популярности страна у иммигрантов. В мировом рейтинге она занимает 4-е место по уровню человеческого развития, ну, такого как жилье, образование, медицина. Ее опережают такие страны, как Норвегия, Австралия и Швейцария. В Германии отсутствует трудовой кодекс, и трудовые отношения регулируются нормами Гражданского кодекса, а также нормами специального законодательства. Но, как и в большинстве стран, трудовые отношения в Германии начинаются с заключения трудового договора, содержащего основные условия труда, и в том числе условия о заработной плате. Но при этом точную заработную плату, которую вы будете получать на руки, вам не сможет сказать даже работодатель, поскольку она всегда значится в брутто, то есть это без учета налогов и других обязательных социальных отчислений. В Германии на реальный размер заработной платы влияет множество факторов, ну, таких как регион, то есть в зависимости от данного критерия зарплата может отличаться до 80%. Наибольшие зарплаты получают в южных регионах Германии, а самые низкие в странах Восточной Германии и ГДР. Также на размер заработной платы влияет и размер самого предприятия. На более крупных предприятиях зарплаты значительно выше, чем заработные платы на небольших фирмах, причем по одним и тем же профессиям. Отрасль производства. Наиболее прибыльной отраслью является банковская и автомобильная промышленность. Кстати, хочется отметить, что в Германии сохранилась одна из самых старых и уважительных профессий, которая пользуется популярностью, это профессия трубочиста. По сути, это служба сантехника и газа в одном лице, но сохранилась она потому, что в Германии очень много старого жилого фонда, в том числе с печным отоплением. На размер заработной платы сказывается также и пол работника, это при том, что у них конституционно запрещена дискриминация. Но при этом, несмотря на этот конституционный запрет, в судебной практике известны случаи, когда мужчины и женщины, занимающие одну и ту же должность на одном и том же предприятии, получали заработную плату с разницей до 30% и выше. Ну, конечно же, особые обременения на заработную плату сказываются такие, как налоги и социальные страховки. В Германии существует 6 налоговых классов, и налоговый класс зависит от семейного положения, количества детей, вероисповедания и множество других факторов. И у разных классов разные суммы, свободные от налогов. Также из брутто зарплаты подлежат вычету различные социальные выплаты, которые являются обязательными, они фиксированные и одинаковые для всех. Это взносы в немецкую медицинскую страховую компанию, она может быть это как государственные и частные, это и в пенсионный фонд. Обязательное страхование у них предусмотрено на случай беспомощности, а также безработицы. В Германии, как и в ряде развитых стран Европы, рабочая неделя обычно составляет 40 часов. Максимально предусмотрено 48 часов в неделю. Ну, то есть это как в большинстве стран 8-часовой рабочий день, 5-6 дней в неделю. Но, кстати, к слову сказать, что было проведено исследование и подтверждено психологами, что 8-часовой рабочий день и 5-6-дневная рабочая неделя, они приводят к депрессиям, апатиям и, в общем, делают человека несчастливым. Ученые отмечают, что при большем количестве выходных фиксируется более высокая результативность работы. Что касается стандартов охраны труда в Германии, то они сравнительно высокие и безопасные. Но именно сравнительно, так как отсутствует действительная человекоориентированность на службе и производстве.
По данным службы обязательного производственного страхования от несчастных случаев, число травм на рабочих местах ежегодно в стране колеблется от 850 до 950 тысяч. И в среднем на 1000 работников травмами разной степени тяжести охвачены 20-25 человек. То есть мы с вами видим, конечно же, там сейчас идет тенденция к снижению травматизма, но статистика показывает, что далеко не нулевая она. Наибольшее число при этом тяжелых травм, оно фиксируется по субботам при 6-дневной рабочей неделе. И эти травмы, они, как правило, опасные, поскольку неблагоприятным образом сказывается очевидный недостаток внимания у работников. Это обусловлено общей усталостью, когда позади целая рабочая неделя. Отпуск в Германии по закону при 6-дневной рабочей неделе не менее 24 рабочих дней и не менее 20 дней при 5-дневной. Но, конечно же, фактически он обговаривается при заключении трудового договора. Немецкие специалисты по трудовому праву, они отмечают, что в последние годы суды идут по пути отказа от замены очередного отпуска денежной компенсации. Они это обосновывают целевым назначением ежегодного отпуска, предоставление работнику легальной возможности отдохнуть, восстановить свою прежнюю трудоспособность, физическую, психическую форму. Ну, на мой взгляд, конечно, можно данный подход признать верным, но только при условии достаточного материального обеспечения работника. Ведь именно данный фактор, он в первую очередь заставляет работника отказаться от отдыха. В Германии одна из лучших образовательных систем в мире, отличающаяся высоким качеством. Да, она уверенно входит в 5 лучших стран мира по уровню образования. Но вот, например, в интернет-источниках говорится, что образование в Германии бесплатное и всеобщее, но сами немцы говорят о том, что это условно бесплатное образование. Что касается учебы в школе, то она обязательна для всех, и отсутствие в школе без уважительных причин, оно наказывается штрафом до 2500 евро, либо даже тюремным заключением. Дети начинают посещать школу с 6 лет, но в Германии имеется острая нехватка детских садов, при том, что продолжительность отпуска по уходу за ребенком, так называемое родительское время, это 14 месяцев отпуска, которым могут воспользоваться родители, мать и отец, до достижения ребенком 3 лет. Медицинское страхование может быть как государственным, так и частным, причем государственные клиники по уровню медицинской помощи, они практически ничем не отличаются от частных. Но что интересно, что в одной семье могут быть разные виды медицинской страховки. И при том, что, как правило, немецкие супружеские пары, они ведут раздельный бюджет. То есть ведение совместного бюджета — это, как правило, больше исключение, чем норма. Но вот мне, например, это стало очень интересным, когда такое интересное справедливое равенство, где каждый сам за себя. Возраст выхода на пенсию в Германии составляет 65-67 лет, но в зависимости от года рождения. Конечно, уйти на пенсию можно и раньше, уже в 63 года, если ваш трудовой стаж составляет 45 лет непрерывной работы, либо с условием сокращения размера пенсии. Но как бы такое условное, да, с учетом того, что продолжительность жизни в той же Германии средняя для женщин составляет 83 года, а для мужчин 78 лет. Следует обратить внимание, что средняя стандартная пенсия, да, о которой часто пишут в средствах массовой информации, да, она так же, как и заработная плата, обозначается в брутто, то есть с которой еще нужно будет оплатить социальные сборы. И она не учитывает другие виды пенсий, то есть это только пенсия в связи с наступлением именно пенсионного возраста. Ну, например, вот в нашей стране очень многие считают, что именно немецкие пенсионеры могут себе позволить много путешествовать. Но на самом деле это потому, что они так же, как и в большинстве стран, много копят. Потому что средняя пенсия по Германии у мужчин и женщин, поскольку у них также имеется разница, как и в заработной плате, но вот средняя, если привести это к единому знаменательному, порядка 930 евро. С учетом того, что большинство из них вынуждены снимать жилье, да, то есть которое по социальному найму составляет там 500 евро, то есть у них остается не так уж и много для жизни. Поэтому не нужно думать, что жизнь немецких пенсионеров в шоколаде. Ну и вообще, как говорится, и было уже сказано Олечкой, хорошо там, где нас нет.
На первоначальном этапе изучения модель построения трудовых отношений в Германии может восхитить и приятно удивить, но углубляясь в проблематику ценностей жизни человека, осознаешь, что в каждой стране, какой бы развитой она ни была, есть свои минусы. Но виной этому всего является существующий потребительский формат общества и функциональный подход к каждому человеку. Это виной не является население либо политический режим конкретной страны. И это важно понимать. Поэтому нам всем нужно менять вектор развития всего мирового сообщества на созидательный. Спасибо большое за внимание. А теперь давайте же узнаем, как складываются трудовые взаимоотношения в одной из самых демократичных стран мира — Соединенных Штатах Америки. Да, друзья, но хочу также напомнить, что наша конференция переводится и транслируется на большое количество языков, и поэтому прошу всех друзей, спикеров помедленнее говорить, чтобы мы могли доносить эту информацию до еще большего количества людей. И действительно, как сказала Сашенька, США считается одной из самых демократичных стран мира. Также это одна из наиболее экономически развитых стран мира, и она занимает второе место в мире по уровню ВВП после Китая. И не секрет, что очень много людей хотят работать и жить в этой стране, и неудивительно, поскольку 4% населения США, которые составляют 4% от общемирового, владеют 40% мирового богатства. И действительно, уровень безработицы в США, если мы берем 2021 год, составляет всего 5-7%, и экономика США генерирует очень большое количество рабочих мест. Вот, например, даже одна строительная сфера генерирует в месяц около 40 и 60 тысяч новых рабочих мест. Но если говорить о трудовом праве США, то хочется обратить внимание на целый ряд нюансов. Первое – это то, что трудовое право в США не выделяется в отдельную отрасль. Оно входит и является составной частью предпринимательского права. И тут мы уже видим, что в принципе большую ценность составляет именно предпринимательство, а не трудовые права и гарантии человека. И подтверждением этого также является то, что Соединенные Штаты Америки не ратифицировали целый ряд международных правовых актов Международной организации труда. И хочу также, давайте поговорим о основных аспектах и условиях работы в Соединенных Штатах Америки. Да, Игорь, я поинтересовалась условиями труда в Америке. И вот что я нашла. Базовая продолжительность труда в США составляет 40 часов в неделю. Но фактически получается, что продолжительность рабочего времени устанавливает либо работодатель, либо сотрудник, потому что в США почасовая оплата труда. В Америке минимальная заработная плата устанавливается на местном и федеральном уровне, и в среднем она составляет $15 в час. Но бывает больше, меньше, это все зависит от штата. Есть такие категории работников, которые не подпадают под гарантии минимальной заработной платы. Например, это студенты, которые работают в период обучения, или работники, у которых есть физические или умственные недостатки. Средняя заработная плата в США зависит от многих факторов. Это, например, и пол, и образование, и опыт работы, и востребованность профессии, и, естественно, штат, в котором предлагают эту работу. Например, сезонная работа на Аляске в тяжелых условиях труда будет составлять от 4 тысяч до 5 тысяч в месяц. Работа в Нью-Йорке будет составлять от 5500 и выше. По сути, в любом большом городе Америки заработная плата, в принципе, достойная для наемного работника. Также традиционно заработные платы в США в южных районах немножечко меньше, чем в северо-восточных. По данным Американского бюро статистики труда, средняя заработная плата за 2021 год без вычета налогов составляет 4265 гривен. Женщины в США получают доходы меньше на 17%, неж мужчины. Также есть данные, что афроамериканцы получают
меньше, у них самая меньшая зарплата в неделю и составляют $742, а больше всего заработок в неделю получают азиаты. Это $1261. Также в США существует прогрессивная ставка подоходного налога от 10% до 37%. То есть чем выше доход, тем больше процент подоходного налога. Но если семья, у нее минимальный доход, то, естественно, налоги у нее не берутся и предоставляются ей льготы. Также важно отметить в США, что у них есть такие два разновидности труда. Это наемный работник, и можно также работать как сторонний подрядчик. Важно отметить, что если человек устраивается на работу в США, то нужно на периоде собеседования обговорить все абсолютно нюансы с работодателем. Если медицинская страховка, потому что она очень дорогая в США, нормы труда, продолжительность рабочего времени, оплачивается ли отпуск, больничный и так далее. Почему? Потому что в США существует контракт, и все условия прописываются в контракте. Если подписан хороший контракт, то есть человек обеспечен уже и его работа, и жизнь на условия, можно так сказать, контракта. Если, например, человек устраивается на работу как сторонний подрядчик, то, естественно, здесь ему ничего не гарантируется абсолютно. Здесь ему нету ни страховки, не оплачиваются ни больничные, ни отпуска, ни сверхурочные. Здесь абсолютно ничего не оплачивается. Хочу также отметить, что при достаточно высоких зарплатах в Соединенных Штатах Америки у них много людей перерабатывают, потому что в основном люди живут в кредит, и нужно очень много оплачивать кредита, оплачивать страховок, если не оплачивает работодатель, поэтому люди вынуждены перерабатывать. И очень много также есть и бездомных, и малоимущих, при том, что вроде бы страна очень богатая. Таким показательным примером есть работа мальчиков по поводу работы стороннего подрядчика. Это работа мальчиков, которые раздавали газеты. Им работодатель не оплатил сверхурочные. И они благодаря профсоюзу подали в суд и выиграли это дело. И все-таки заставили работодателя выплатить им сверхурочные. Было бы интересно послушать человека, который живет в США и который работает как сторонний подрядчик. Это Тали. Вот он живет в Калифорнии, США. Тали. Добрый день, дорогие друзья. Очень рад сегодня быть вместе с вами. Я хотел бы поговорить о проблемах трудового права в США, в частности в Калифорнии, где я сейчас нахожусь и живу уже достаточно долго. Одним из самых главных сюрпризов для меня, конечно, было отношение к работе и то, как в Америке в целом зарплата идет почасовая. Чаще всего, если это обычные работы, на которых люди работают, отношение к собственной работе кардинально меняется, потому что почасовая оплата, она стимулирует человека стремиться не к тому, чтобы сделать свою работу и закончить, да, качественно просто сделать и заняться саморазвитием в свободное время, а стремиться к тому, чтобы набирать как можно больше часов работы в неделю, работать овертайм, то есть сверхчасовые, они оплачиваются чуть больше, чаще всего, но люди готовы брать и по обычному тарифу часто. Лишь бы некоторые работают на 2-3 работах, потому что минимальная зарплата, она обычно там в районе $15, тоже зависит от штата, она не всегда дает людям возможность заплатить за жилье, еду и в принципе, это не такие большие деньги, когда вы понимаете, насколько увеличиваются расходы тут же. Ну и вот одним из таких больших эпохальных событий было, когда несколько лет назад с развитием технологий у нас появились приложения, которые помогали людям получать доход как свободные наемные рабочие. Через тот же Uber, Lyft. Я знаю, эта система работает немножко по-другому в Европе, но в Америке при наеме этих людей на работу они нанимаются как субподрядчики. То есть это такой
лазейка в законе, которая позволяла Лифту и Уберу, ну и другим подобным компаниям не выплачивать людям зарплату, а платить просто за время работы. И при этом они лишались любых, скажем так, бенефитов, то есть той же медицинской страховки, например, или вот если человек работал больше 8 часов в день, то он не получал никакого овертайма и так далее. Конечно, это все противоречит закону, но так как это новая сфера, не была еще регулирована, этим много лет пользовались эти компании, получая сверхприбыли, и еще со временем было замечено, что они платят людям меньше, чем те зарабатывают. То есть они должны получать один рейт, они не видят, сколько получил клиент, а им присылают другие деньги, гораздо меньше. И почему так начало происходить? Начались махинации. Были поданы очень много исков, и их заставили в конце концов раскрывать вот эту финансовую часть. Потом главы этих некоторых компаний, особенно в Uber была ситуация, за ним вообще, по-моему, до сих пор судовое преследование, он ушел с компании из-за махинаций. И что еще очень важно, что наконец-то в прошлом году был подан закон от штата Калифорния, назывался он Prop 22, то есть предложение 22, оно предлагало все-таки дать людям права участвовать, работать на такие компании, которые называются gig economy, то есть которые люди вот без постоянного контракта работали, чтобы все-таки обязать эти компании нанимать людей с учетом минимальной постоянной зарплаты и платить им такие все бенефиты, в том числе и health insurance. И что получилось? Что предложение такое от штата вышло, и его поддержали люди, которые пытаются создать профсоюз, тоже вот сотрудников этих компаний. Потому что профсоюза нет, то есть за права этих людей, которые тут заняты, никто не борется. Но что делают компании? Они объединяются, все вот эти компании, которые не заинтересованы в этом проекте, вливают $250 миллиарда, 250 миллионов, в массовую рекламную кампанию против. И начинают запугивать людей, что у них не будет возможности свободно пользоваться, захотел, не захотел, что будет какая-то обязаловка. Это всех испугало, конечно, и люди проголосовали не с большим перевесом против тех законов, которые бы дали им право зарабатывать больше. И это при том, что все газеты, журналисты, все говорили о том, что это выгодно, но людей массово запугали. И тут мы подходим к тому, что должна быть моральная ответственность за дезинформацию. Вот то, о чем говорится в созидательном обществе, что нельзя людям уменьшать зарплату, как это делали эти компании на протяжении лет. Они намеренно, увеличивая свои доходы, просто уменьшали зарплаты людям, ставили их в невыносимые условия труда. То же самое, что сейчас делается на примере с Амазоном, который тоже никоим образом неуважительно не относится к сотрудникам, и там вопиющие случаи есть. Сейчас эта тема на слуху, потому что пытаются создать профсоюз, чтобы хотя бы как-то права этих людей были защищены. Но смысл в чем? В том, что такие проблемы, они существуют везде в мире, даже в самых передовых странах очень большие проблемы с правами людей, которых всегда пытаются вот так вот лазейками какими-то лишить их прав. И кто стоит за права человека? Должны стоять сами люди. А вот в случае с тем, что я привел, люди, которые работают сверхчасовые по 16 часов в день, чтобы просто прокормить себя, у них даже нет возможности изучить этот вопрос. И, конечно, они легко манипулируемые получаются. Поэтому то, что предлагает созидательное общество, действительно 4 часа в день, 4 раза в неделю человек должен работать и полностью себя обеспечивать. Так должно быть. И у людей должно быть больше времени для саморазвития. Спасибо. Студия. Спасибо, Тали. В США также есть показательная ситуация, где собственник компании отказался от части доходов в пользу зарплаты своих сотрудников. Это Дэн Прайс. Он в 2015 году отказался от доходов и 5 лет доплачивал своим сотрудникам до заработной платы.
За это время в его компанию добавились новые люди, она увеличилась в доходах, сами сотрудники выплатили кредиты на квартиры, родилось 40 деток, и вообще благосостояние компании очень увеличилось. И те денежки, которые оставались после, он очень переживал, что люди начнут расточительствовать. Но такого момента не наступило. После выплаты всех кредитов люди стали накапливать эти деньги на пенсионном фонде. То есть эта ситуация очень показательная и показывает, что когда сотрудники морально и финансово удовлетворены, то они работают на благо компании. Спасибо, Светлана. Очень действительно интересная информация. Да, но также вот хочу отметить еще целый ряд нюансов работы и жизни в Соединенных Штатах Америки. Во-первых, да, работая в США, вы должны помнить о трудовых договорах, о коллективных договорах, о профсоюзах. Но это, в принципе, и позитивно, поскольку это хороший инструмент, да, который позволяет вам защищать ваши права. Вообще, если говорить, то люди в США работают наибольшее количество часов, если сравнивать с другими странами, промышленными и развитыми странами мира. И несмотря на то, что Всеобщая декларация прав человека от 1948 года закрепляет и право на отпуск, но законодательство, ни федеральное законодательство, ни законодательство штатов не предусматривает и не обязывает работодателя надавать ежегодный оплачиваемый отпуск. И еще вот интересный такой аспект, да, если вот мы говорили о детях, США — это единственная страна в мире, которая имеет нулевую гарантию относительно декретного отпуска, поскольку женщинам или мужчинам в США предоставляется всего лишь 12 недель неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Да, и в принципе дальше государство не волнует, как родители будут выкручиваться и организовывать уход, да, за ребенком. Но если вот мы продвинемся дальше к увольнению, оно тоже имеет, да, свою специфику в Соединенных Штатах Америки, поскольку есть такой принцип найма по желанию, то есть когда работодатель может нанять вас по желанию и также уволить вас по желанию. Это так называемая доктрина at will. Она широко используется, но в принципе Соединенные Штаты Америки от этого пытаются избавиться. И в 1991 году был принят соответствующий закон, типовой закон, который предусматривал, что в трудовом договоре должны быть предусмотрены и закреплены основания, то есть причины, по которым работодатель может уволить сотрудника. Но, в принципе, бочкой меда, да, в этой ситуации могут быть то, что при увольнении очень часто компании своим сотрудникам дают какие-то бонусы. Например, при увольнении с компании сотрудник, который долго там работал, может получить 3-месячный оклад. Или если сотрудник переезжает в другой офис вместе с компанией, он может получить свой оклад в размере 6 месяцев. Интересным фактом и специфики работы в США также является еще одна история. Мальчик 8 лет вместе со своей матерью сопровождал ее на работу. Мама его работала в магазине. И длилось это каждый день. Мальчик, пока мама работала, тоже выполнял какую-то несложную работу, да, по просьбе собственника магазина. Выносил мусор. Но однажды он поскользнулся, упал и получил повреждения. Да, довольно интересная ситуация. И мальчик, несмотря на то, что он и не мог работать, да, смотря на свой возраст, он все-таки получил компенсацию. Поскольку в данном случае было признано, что эти отношения между мальчиком и собственником магазина являются рабочими, поскольку мальчик выполнял каждодневно какой-то объем ожидаемых от него работ и получал какое-то ожидаемое вознаграждение в размере $1, которое ему давал всегда работодатель. То есть, в принципе, это также позитивный и интересный момент. Судебная система США позволяет в том или ином виде защитить свои права или гарантии, которые есть у человека. И если мы говорим о пенсии, то пенсионный возраст США составляет от 65 до 67 лет. Но, в принципе, пенсионная система очень гибкая и позволяет
людям идти на пенсию даже в 62 года, но при этом вы будете получать неполное пенсионное вознаграждение. Ну а если говорить в общем, то в принципе пенсионеры имеют очень много льгот в США, и вот нередко, знакомившись с материалами, я наталкивался на то, что США называют одной из самых благоприятных стран, в которых можно встретить старость с уверенностью. Да, но чтобы интересно продолжить нашу беседу, предлагаю послушать видео Екатерины, которая проживает и работает в США. Здравствуйте, меня зовут Катя, и я уже проживаю в США с декабря 2007 года, то есть уже более 13 лет. И что такое работа в США для меня? Как Darkest сказал один Mikor наш dar знакомый, IMEA США — это трудовой лагерь, строго مربوط بدفع режимом с усиленным питанием. تبعیض Но برابری если به серьезно, نظام то у меня был работы опыт. اعلای У دادگاهی меня و есть معاشی работа. بلند بسیار У меня جالب есть опыт و работы в Украине, مشخصی и می мы باشد. останавливаемся в این США. همه И وجود есть чем دارد، поделиться. اما В США نرخ с самого اساسی начала این я همه работала в офисе и могу آیا поделиться معنی своим آن впечатлением. را دارد که Во-первых, ایالات понравилось متحده в یک Америке — کشوری это то, что на بعد работу است можно устроиться только потому, что ты понравился человеку. Ты хочешь здесь работать, ты нам нравишься, и мы тебя берем. Это не значит, что никто не читает ваше резюме. Читают, но человеку дается шанс попробовать себя в новом амплуа, освоить новую профессию на практике. То есть даже если у тебя нет опыта работы соответствующего или образования, тебе дают возможность всему научиться. Где-то это месяц, где-то 3, иногда даже год. Но если по истечению испытательного срока человек не справляется, его, конечно, могут попросить уйти. За красивые глазки никто платить зарплату тебе не будет. И люди проводят вместе по 8 часов в день, и для них, конечно же, важно, чтобы им нравилось с тобой рядом находиться, им нравилось с тобой общаться. Поощряется также стремление человека расти по служебной лестнице. Этому всячески способствует. Это из того, что я видела. Здесь люди к людям относятся с пониманием, и в качестве помощника в офис могут взять, например, военного лейтенанта, которого отправили на реабилитацию на неопределенный срок, который может попробовать несколько месяцев поработать в офисе и потом снова уйти на службу. То есть таким людям тоже дается шанс, чтобы они не просто сидели дома, когда их сознание мучит, а когда они были вовлечены просто во что-то полезное, делали что-то полезное для общества. Также на работу здесь берут людей с физическими отклонениями, это с умственными отклонениями. У меня был случай, когда я получала документы, получала уже свой паспорт, и мужчина, который сидел за столом, у него не было рук, абсолютно не было рук. И он и все бумажки переворачивал ногами, пальчиками, и очень легко с легкостью с этим справлялся, ну, ничем не хуже, чем люди это делают руками. То есть таких людей берут, и к ним относятся абсолютно нормально, как к обычным людям. Также у меня был случай на работе, когда человека с синдромом Дауна взяли на работу, и он просто разносил почту. Он занимался тем, что он убирал канцелярский мусор. То есть человек не хочет сидеть дома, уже государство о нем заботится, но он хотел бы быть среди людей и делать что-то полезное, просто быть в обществе, общаться с людьми. И изначально, конечно, к людям, люди в Америке, они относятся друг к дружку очень доброжелательно и готовы помогать. И все зависит от самого человека, как он себя поведет. В Америке очень любят, когда люди, они общительные, позитивно настроенные, когда они улыбаются. А если человек молчаливый, стесняется говорить, общаться, стесняется задать вопрос лишний раз, здесь таким людям, конечно, непросто. Здесь также не принято открыто критиковать человека. Это считается как буллинг, это считается harassment. И здесь это считается очень грубое и некорректное поведение. И если необходимо человеку указать на ошибку, то стараются это делать очень мягко, очень деликатно, чтобы не оскорбить чувства другого человека. Ну, то есть такая культура взаимоотношений. И, как говорится, правду можно сказать, как тряпку бросить в лицо половую или как подать даме пальто. И американцы, конечно, в этом преуспели. Из негативных моментов, которые я могу отметить, это то, что очень редко удается вырваться в отпуск на месяц. То есть максимум тебе могут дать 2 недели. Просто так построена работа. Возможно, что-то можно изменить, и было бы очень здорово, если бы могли изменить, чтобы люди работали по 4 часа в день, по 4 дня в неделю, и чтобы у них был отпуск 2 раза в год, хотя бы месяц. Я думаю, это бы очень многим понравилось. Иммигранты, которые сюда приезжают в Америку, которые не знают языка или плохо знают язык,
которые не нашли себе друзей, оказываются в социальном вакууме. И многие уезжают отсюда. То есть они приезжают в Америку как на заработок. Приехали, заработали денег и возвращаются домой. Бывает и так, что иногда дорабатывают до пенсии, получают пенсию уже ежемесячно, и они обратно возвращаются домой, уже живут там. То есть здесь им делать нечего, здесь не с кем даже по душам поговорить. Для иммигрантов, которые приезжают в США и не знают языка, нет специального образования, и работа и зарплаты, конечно же, соответствующие. Просто дешевая рабочая сила. Ну, как и у многих, конечно, здесь. Очень многие здесь работают, живут от зарплаты до зарплаты. Просто об этом никто не знает. Думают, что в Америке так много миллионеров. Да, но здесь еще и очень много бедных людей. Здесь очень много бездомных и много из тех, кто еле-еле сводит концы с концами. Я работала в малых и средних компаниях, и с какими-то грубыми нарушениями прав человека или нечеловеческими условиями я не сталкивалась. Была маленькая зарплата, да, но потому что у меня не было специального образования, что это делать. Сейчас у меня чуть-чуть зарплата побольше, и, конечно, мои возможности расширились. Я не припомню такого, чтобы как-то мои права как человека на работе, они ущемлялись, скорее наоборот. То есть регулярно вызывали в кабинет и спрашивали, все ли меня устраивает, что можно улучшить, есть ли какие-то пожелания с моей стороны. В США я с самого начала работала в офисе, и смотрят, то есть правильно ли выставлен у тебя экран по высоте, чтобы ты не горбился, не сидел, чтобы у тебя стульчик был удобный, чтобы по высоте был правильно выставлен, чтобы ты правильно с клавиатурой сидел, чтобы освещение было хорошее, чтобы у тебя глазки не болели. Ну, то есть проявляют заботу со всех сторон, во всех отношениях. Бывали даже случаи, когда вот на работу приглашали людей, которые делали массаж, делали иглоукалывание, оплачивают классы по йоге, оплачивают классы по фитнесу. Ну, то есть всегда в офисе есть кухня, то есть есть всегда чай, кофе, какой-то снэк. То есть очень много заботы и очень много внимания уделяют именно employees. Это то, что я видела, это то, что я могу сказать из своего опыта. Вот даже вот тот пример, что вот если человеку, например, далеко добираться до работы, иногда разрешают работать из дома. То есть позволяют также брать себе гибкий график. Можно договориться с начальством и приходить в офис не как обычно все приходят с 8:30 до 5:30, а, например, работать с 6 утра и до 3:30. То есть это позволяет, потому что в Лос-Анджелесе очень большой трафик, и иногда, чтобы доехать на работу, люди иногда тратят по 2, по 3 часа. И чтобы люди не мучились, не сидели в трафике, им просто разрешают так делать. Это очень здорово, что идут навстречу. Если ты опаздываешь, тебя не сильно ругают, иногда даже совсем не ругают, и потому что с пониманием относятся, что на дорогах пробки и могут быть аварии. Ну, конечно, если это не систематически, когда ты постоянно опаздываешь. И когда человек трудолюбивый, ответственный и делает то, что его просят, то, для чего его нанимали на работу, то таких людей, конечно, здесь очень любят и ценят. И вот, например, даже тот пример, когда вот в прошлом году, в марте, наш весь офис перешел на работу из дома в связи с ковидом. Компания, она предлагала всем, кому необходимо, компьютер. То есть человек мог прийти и сказать, мне нужен компьютер, и ему его давали. Оплачивают частично телефон, потому что нам приходится работать с нашими клиентами, созваниваться. Также предложили оплатить стол. Говорят, если вам нужно купить стол или дополнительный монитор, дайте нам, пожалуйста, знать. И в рамках разумного мы, конечно, вам сможем какую-то сумму оплатить, частично оплатить эту покупку. То есть в плане организации рабочего места здесь стараются максимально человека обеспечить всем необходимым, и чтобы у него было комфортно. Не только комфортно было все, что нужно, но и то, чтобы это не отражалось негативно как-то на твоем здоровье. Это, конечно же, мой опыт, и так не везде, и не со всеми. Есть люди, которые, возможно, работали в других условиях. Ну, было бы хорошо, чтобы они сами поделились об этом. Спасибо, Екатерина. Много еще интересного можно рассказать о специфике труда в США. И о высоких зарплатах, и о судебной системе, и охране труда. Закон, который был принят еще в 1970 году и защищает информаторов, то есть людей, которые сообщают в госорганы о ненадлежащих условиях труда. Он также позволяет людям не выполнять свои обязанности, если условия труда небезопасны. Но ключевое в всем этом, какая же цена этой безопасности? И означает ли все то, что мы сказали, что США является плохой страной? Однозначно нет. Ведь мы услышали много позитивных примеров, много хороших инструментов,
которые можно использовать во благо. Но, к сожалению, все это является лишь очередным вариантом потребительского формата общества. Предлагаю, друзья, послушать также о следующей экономически развитой стране – Швейцарии. Да, Игорь, спасибо. Действительно, Швейцария... Добрый день, друзья. Действительно, سلام Швейцария دوستان، считается одной из самых شویتساریا یکی از привлекательных стран для جذاب‌ترین کشور проживания. خوب Там برای высокий زندگی уровень و жизни, به حساب می высокие رود. заработные سطح платы, بلندی прекрасная زندگی، природа مزد и بلند، многие иностранцы طبیعتی мечтают زیبا приезжать. موجود است. بسیاری Что از касается ساکنان трудового کشورها را законодательства, то в Швейцарии, как и в دیگر Германии, آرزو دارند отдельного که در трудового آن кодекса нет. جا زندگی А دارند. در трудовые شویцاریا отношения طوری که در регулируются آلمان وجود دارد федеральным کودکسی законом о дополнении Гражданского جداگانه кодекса, مهنت который وجود регулирует دارد، اما договорные با اصلاح отношения قانون вообще и فدرالی трудовые в درباره частности. ایلوه کودکسی Когда شهرداری мы مسئولیت‌های готовились к этой شهروندی در игре, нашли مردم много интересной информации о проживании и работе в Швейцарии, но она нам показалась какой-то неоднозначной. Поэтому мы решили узнать, как вообще обстоят дела из первых уст, и пригласили гостью, которая проживает в Швейцарии, имеет там бизнес и может рассказать про, так сказать, изнутри, про работу и вообще жизнь в Швейцарии. Наш гость Татьяна Певрель, предприниматель и собственник предприятия из Женевы. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, дорогие друзья. В Швейцарию очень стремятся многие люди из разных стран. Считается, что это страна с очень высоким уровнем жизни, чуть ли не страна миллионеров. Это действительно так? Ой, а миллионер в Швейцарии — это такой коварный вопрос, потому что даже на швейцарской зарплате среднего и высшего уровня, ну, если честно, не стать миллионером. درباره میلیونرها در شویцاریا این یک سوالی خیلی مکرانه است، زیرا حتی با مزد میانه شویцария نمیتوانید میلیونر شوید اگر تا حتی درباره مزد مهنت سخن رانید. برای اون که در این باره گپ زنیم، среднестатистическую зарплату для двух человек при общей сумме 7600 франков. Ну, там евро практически одно из то же самое. И вот в этой колонке зеленой. یعنی عمومی آن پس از پرداخت همه عهده‌داری‌ها و اندازه‌ها سقوط خوراکواری و غیره 1300 باقی میماند. اما در اصل توازن میتواند صفر یا حتی منفی شود. سلاید دوم، فرق فایز مزد مهنتی مردان و زنانی دارای صلاحیت برابر را در ساحه‌های مختلف به ما نشان می‌دهد. دیده می‌شود که به حساب میانه بین مزد مهنت 10-20% فرقیت وجود دارد. من معلومات یافتم که زنان هنگامی به رخصتی حامله‌داری برآمدن از کار آزاد کرده می‌شوند یا چنین چیزی هست. البته اگر زن حامله‌دار شود هیچ کس او را سبکدوش نمی‌کند، زیرا این غیر قانونی است. خوب است. این باز هم از جهت نظریه از اون سبب که به دستگیری مالیوی، روانی و غیر. عائله جوان باید تنها تصمیم گیرد که کودک را کی نگاه بین میکند، زیرا رخصتی های حامله‌داری تنها 4 ماه را تشکیل میدهد. هر یک زنی که فرزنددار است تصور کرده میتواند که چگونه آن 4 ماه است بدون ساختاری موافق دستگیری و اکثر وقت با موافقه بین کارمندان شرکت علاقه هنگام حامله‌داری قرار داده
мешавад ки чӣ оянда мешавад. Оё вақти корӣ кам карда мешавад ё худ аз худ сабукдӯш карда мешавад? Албатта ин имрӯз як мушкилии бузург аст ва ба шумо лозим нест Много особенно больших предприятий организуют на своих территориях садики. имрӯзҳо дар қаламравои худ бисёр корхонаҳои махсуси калон, боғча ташкил карда шуданд, зеро онҳо кадрҳои арзанда мебошанд. Ҳангоми интихоби кор ва танҳо сатҳи музди меҳнат, балки ҷадвали муносибат ва шароити дигар низ муҳим аст. Дар Швейтсария чӣ гуна таҳсил вуҷуд дорад? Все государственные образовательные структуры тамоми сохторҳои таълимии давлатӣ аз таҳсилоти ҳатмӣ комилан ройгон мебошанд. обязательное образование начинается с 4 истиснои таҳсилоти томактабӣ. Таҳсилоти ҳатмӣ аз 4-солагӣ оғоз меёбад. детских садов очень мало. Аммо далел ин аст, ки кӯдакистонҳо Годы вперед. Негде оставить давлати хеле каманд ва барои онҳо солҳои дароз навбатпоyӣ тӯлонӣ вуҷуд дорад. Ҷое нест, ки кӯдакро ором нагузорем ва ба кор равем. без столовой, без тихого часа. ҷадвали ҳузурӣ ҳатми 2 соат аз субҳ ва 2 соат пас аз Один из зуҳр. родителей должен практически только этим и заниматься, потому что частный садик стоит очень дорого. То есть чисто зеро боғчаи хусусӣ хеле гарон аст. того, чтобы заплатить только яъне за садик. сифр аз ҷиҳати математикӣ кор кардан фоидаовар нест. То танҳо пули боғчаро пардохт намоем. Ба тавре ки мо қаблан дидем, фарқи музди меҳнат бо чунин салоҳият барои занон 10-20% ташкил медиҳад. Аз ин рӯ пас аз таваллуди кӯдак аксаран занон ба сабабҳои сифр иқтисодӣ 10 сол мансабро тарк мекунанд ва нигоҳубини кӯдакро ба уҳда мегиранд. Ин як мушкилии хеле ҷиддӣ аст, зеро дар амал давлат масъулияти фароҳам овардани шароити интихоби занро бар дӯш намегирад. Якҷоя кардани кор, таъмили ихтисос ва таваллуди кӯдакон ва барои рушди кӯдакон низ шароит фароҳам оварда шудааст. И сегодняшним оно просто более усовершенствовано. Но сегодня на высококвалифицированную работу нужно и имрӯз барои як кори баландихтисос ба шумо таҳсил лозим аст ва шояд ба ҳама муҳим таҷриба бошад. Дар Швейтсария таҳсили ройгон вуҷуд дорад. Албатта донишгоҳҳои хусусӣ ҳастанд, аммо дар ҳол донишгоҳҳои давлатӣ сатҳи хеле баланд вуҷуд доранд. дар назар дорем, ки таҳсили миёна ва амали онҳо ҳатто дар сатҳи ҷаҳонӣ баҳои баланд мегиранд. Аммо онро ин аст, ки 4% сокинон маълумоти олӣ доранд. Он ба ҳама аз ҷумла хориҷиён ба таври ройгон дастрас аст. Аммо мутаассифона ин назария аст, ки дар амал суғуртаи тиббӣ, ки ҳатмӣ будани дастгирии моликияти волидон ё касе аз беш аз хатм 3, 5 ё 8 сол гузаронидан, профессию на практике, где 20% времени учеба, а остальное время оплачиваемая работа. ки дар 20% вақт таҳсил мекунанд ва боқимондаи вақт дар корхонаҳое, ки аз рӯи ихтисоси омӯхташуда пардохта мешавад. Чунон ки мо аз гуфтаҳои боло мебинем, масалан, танҳо дар нобаробарии имкониятҳо аллакай дар оғоз аст. Хуб ин ки нужно понимать, что 95% бизнеса частным. зиёда аз 95% як бизнеси хусусӣ мебошад, ки аз баъзе оилаҳо таҳсилот сарчашма мегирад. Особенно на руководящих постах. бартарии хеле калон медиҳад, аввал хусус дар вазифаҳои роҳбарӣ, аммо дар айни замон баъзеҳо соҳаҳое ба монанди илм, А в некоторых регионах это просто очень ярко видно. тиб, миқдори зиёди мағзи сарб аз дигар кишвар вуҷуд дорад. Оказывается без работы, то какие у него вообще от государства гарантии? Нужно отдать должное, что эта система существует. мо бояд арҷгузорӣ намоем, ки ин система вуҷуд дорад ва хеле хуб кор мекунад. Кӯмакпулӣ
ба бекорӣ 80% даромади миёнаи 12 моҳи охир дар сурати доштани оила фарзандон то 70%, агар шахс 2 сол танҳо бошад ва дар ҳолатҳои махсус то 3 сол. Аммо ин шахс дар ин муддат коре наёбад, пас ба истилоҳ амнияти иҷтимоӣ фаъол карда шудааст. Он воқеан кам аст ва шумо аз ин бемор намешавед ва воқеан эҳтиёҷи оддии ҳадди аққал ҳаст. Дар Швейтсария ҳама бояд суғуртаи тиббӣ дошта бошад. Оё чунин талаботи давлат ба ҳамаи онҳое, ки суғурта доранд, 100% таъмин мекунад? Сатҳи дору дар Швейтсария хеле баланд аст. Суғуртаи тиббӣ барои ҳамаи сокинони ин кишвар ҳатмӣ аст ва новобаста аз он, ки шумо чӣ қадар пул кор мекунед, шумо коргари 3 фарзанд ва ё миллионер ҳастед. Маблағ барои ҳама ягона аст. Ин албатта инчунин як шартномае аст ва ҳоло бисёре аз азҳоби сиёсии иҷтимоӣ ин масъаларо баррасӣ мекунанд, аммо то ҳол ягон таваффуқе пайдо накарданд. Шахси калонсол хавф ҳамон қадар зиёд мешавад. Аз ин рӯ суғурта баъзан то гузашти ҳар 10 сола якчанд маротиба меафзояд. Хуб, ман бояд бигӯям, ки барои одамоне, ки ин суғуртаро пардохт карда наметавонанд, як навъи иҷтимоӣ вуҷуд дорад, ки чунин андози пинҳон мешавад. Ва шумо ба ҳар ҳол шояд илова кунед, ки агар шумо ин корро накунед, чӣ мешавад агар шахс дар Швейтсария ба нафақа барояд? Хуб, агар шахс танҳо ба нафақаи давлатӣ, ки асосан тақрибан 1300 франкро ташкил медиҳад, ҳисоб кунем, хуб, дар моҳ пештар дидем, ки ин амалан вуҷуд дорад. Вақте ки дар синни нафақа суғуртаи тиббӣ ба ҳисоби 1200 франк аст. Ба шумо лозим нест, ки математики олӣ бошед. Аз ин рӯ дастгоҳҳои иҷтимоӣ мавҷуданд, ки ба ном шахс аслан барои худ нафақа эҷод мекунанд. 1 ва 2 инро ҳатмӣ мешуморанд. Ин саҳмҳои ҳатмӣ дар тӯли тамоми собиқаи корӣ мебошад, ки ба шумо имкон медиҳад нафақа бо синни нафақа тақрибан 4000 ҳаст, аммо дар айни замон 4000 нафар андози суғуртавиро месупоранд ва ин боқӣ монда аст. Бинобар ин боқимонда ҳатто ба ин миқдор зиндагӣ дар воқеияти Швейтсария хеле душвор аст ва ин аз ин рӯ пас аз ба нафақа баромадан бисёриҳо нафақаи худро мефурӯшанд, танҳо ба тиҷорати онҳо ё мерос медиҳанд, аммо барои того каме беҳтар шудани сатҳи зиндагии худро ба даст меоранд ва агар ягон чизи фурӯшӣ набошад, ягона роҳи баромадан аз ин дорад. Мо медонем, ки шумо ширкати худро доред. Ҳафтаи корӣ дар ширкати шумо чанд рӯз аст? Ба фикри шумо оё дар сурати вуҷуд будан 4/4, оё бо корҳои он нуқтаҳои назари иқтисодӣ зарар мерасонад? Ин ба сифати кор, ба сифати зиндагии одамон чӣ гуна таъсир мерасонад? Дар ширкати мо тақрибан ҳамаи коргарон дар ҳафтаи 40 соат аз 50 то 80% шуғл доранд. Мо як ширкати соҳаи хизматрасонӣ дорем. Аз ин рӯ ҷадвали баст комилан масъалаи ташкил аст.
показатели он ба сифати хидматрасонӣ ва нишондидаҳои иқтисодӣ таъсир намерасонад ва албатта сифати зиндагии мардум беҳтар мешавад. Ин дар ширкати мо имрӯз мо дар аввал ин ширкатро ба он пешниҳод кардем, зеро аксарият фарзанддорон ва воқеаҳои шветсарӣ чунин аст, ки ягон сохторе ба шуғли кӯдакон вуҷуд надорад. Ва албатта на танҳо кӯдакон, балки баъзе маҳфилҳои шахсӣ, маҳфилҳои варзишӣ ниҳоят хуб. Чизи дигар ки ба кор иборат аст, ба ҳар ҳол ӯ дар ҷойи кории худ ғоиб аст. Аз ин рӯ усулан ин хеле хуб аст. Дар лаҳзаҳои охирин барқарор кардани ҷадвалҳои мушаккалтар. То имрӯз ин намуна аллакай аз ҷониби бисёр корхонаҳо муайян карда шудааст, ки ин як падидаи хеле маълум аст. Ман фикр мекунам, ки ҳар як соҳибкор танҳо нишасти математикиро ҳисоб кунад ва рақамҳо чизҳои якраванд. Ӯ мефаҳмад, ки вақти корманди ӯ на танҳо коргарист, ки бояд соатҳои худро кор кунад. Яъне маълум мешавад, ки ташкили кории корхона на аз рӯи тобеият ва қудрат, балки аз рӯи шарикӣ ва масъулияти тарафайни усули фоиданоктар ва самарабахшии кор дар ҳама ҷабҳаҳост, ҳам байни шахсиятҳои ва ҳам аз ҷиҳати рушди иқтисодӣ ва ба корманд додани вақти иловагии холӣ танҳо ӯро аз ҳар ҷиҳат рушд медиҳад. Несмотря на то, что Швейцария считается благополучной страной, очень высокий уровень жизни, намного выше, чем во многих странах в мире, но вместе с тем там высочайший уровень депрессий и суицидов. Вот можете вы изнутри сказать? нигоҳ накарда ба оне ки Швейтсария яке аз давлатҳои пешрафтаи дунё ҳастад, дар он ҷо сатҳи депрессия зиёдтар мебошад. Бале, ин як омори хеле аҷиб аст. Агар ба он аз нуқтаи назари оддӣ нигоҳ кунем, ин як кишваре аз ҷиҳати молиявӣ шукуфон ба назар мерасад. Хуб, тавре ки қаблан дидем, ин ҳама чиз ончунон ҳамтар ба тобнок аст, ки дар назари аввал наметомад. Ҷавоб хеле сода аст, зеро 98% ҳама чизҳое, ки дар Швейтсария вуҷуд дорад, моликияти хусусӣ мебошад, ки тавассути мерос мегузаранд. Пули хеле калон фурӯхта мешавад, зеро мо дидем, ки ин ба ҳама дастрас нест. Аз ин рӯ, агар шумо ҳатто мехоҳед ба таври мустақим гузаред, дар ҷангал аз они касе аст. Ман албатта муболиға мекунам, аммо ман фақат мехоҳам, ки шунавандагони мо дарк кунанд, ки дар тӯли На первый взгляд это не видно, но все-таки огромная классовая структура, можно так сказать, кастовая. дар назари аввал ин ба назар ноаён аст, аммо ба ҳар ҳол як сохтори хеле бузурги синфӣ ба истилоҳ каста. Ва вақте ки ҷавонон инро мефаҳманд, албатта вуҷуд доранд чунин муносибатҳои яъне шумо мефаҳмед, ки кор намекунанд, вобаста аз он ки чӣ гуна таҳсил мекунанд, кор мекунанд, ба истилоҳ шифти шишагин хоҳед расид. Яъне онҳо мебинанд, ки дар он ҷо чӣ мегузарад. Ҳамаи инро мефаҳманд барои есть там и спать. И получается, что без 8 основ
потому این что عادی است. созидательная идеология – это восьмая основа созидательного общества. Просто банально не может быть اگر ما همه трансцендентного آن общества. 8 عملی Если мы جمعیت не سازنده внедрим رو вот все 8 نکنیم основ, то у нас опять получится какое-то не общество, а уродство. شما میدانید که انسان البته باید نیازهای اولین را تأمین کند اما مهمتر از همه ایدئولوژیای سازنده است و معلوم شد که زنی همه هنوز هم چنین پدیده وجود دارد میدانی توریسم برای مرگ مفهوم است که با سر تماما موافقت نمی کند. دکان خصوصی با آدمان برای پول بزرگ خود دارو می دهد تا که او خود را بکشد. شرح مختصری شویتزاریا را جنببست نموده چنین خلاصه برآوردن ممکن است. مزد بلند، اینچنین خراجات زیاد، توازن بعضا نه تنها صفر بلکه منفی نیز دارد. صنفی و دسترسی همه برای کار و تحصیل، علل خصوص تا معلومات عالی، تبعیض جنسی، امیدواری و نوع. اگر شما کار کرد حداقل برای نفقه خانه به جای رشد تکنولوژی اگر برابر این البته جبهه های زیادی منصوب باشند سطح خیلی Вместе с тем, безусловно, это очень много позитивных моментов, очень высокий уровень и по охране. در برابر این البته جنبه های زیادی مثبت وجود دارند. سطح خیلی بلند حفظ مهنت، قانون های همه احترام میکنند، کوچه ها تازه و آرامند، خود را به خطر حس میکند. طبق قانون برآمده روند هیچ کار زیاد نیست و سوء استفاده از جانب کارفرمایان پخش نشده است. سطح بلندی دارو، هرچند پولکی، سطح بلندی تحصیلات. نیمه دومی خیلی که میگویند آنجای خوب است که ما نیستیم. چون درباره دیگر دولتی که فهمیم Добрый день, друзья. Да, сегодня мы уже услышали много روز بخیر دوستان. امروز ما علاقه بسیار چیزهای جالبی را آموختیم. اینچنین میخواهیم لحظه های امروز من میخواهم با شما بگویم که من از ژاپن چی فهمیدم. من میفهمم که ژاپن یکی از دولت‌های صاحبکاری میباشد. Скажем так, о плюсах и минусах Японии, я бы хотела, чтобы мы с вами сейчас اولا من میخواستم که من و شما ویدیوی رو با یک ساکن ژاپن تماشا کنید. в самой стране. Шинго-сан, здравствуйте. Первый вопрос. سینگو-سان سلام. Японии выбирать ту работу, سوال которая اول: нравится. آیا یک نفر در ژاپن میتواند کاری با خودش پسند را انتخاب کند؟ من فکر میکنم ها، او آزادانه انتخاب کرده میتواند، اما این از کار وابسته است. در جایی که شما لیسانسیا دیپلم لازم است، البته محدودیت ها هستند. Спасибо. سپاس. Второй вопрос. Может ли человек уволиться с работы в любой سوال دوم: آیا کسی میتواند دلخواه وقت میتواند کارش را ترک کند؟ بله، آزادی انتخاب طبق قانون کفالت داده می شود، اما کفالت داده نمی شود که شخص برای کار دلخواهش قبول کرده می شود. Спасибо. سپاس. Может ли человек найти работу рядом с домом? آیا کسی می تواند در نزدیکی خانه کار پیدا کند؟ От рабочих обязанностей. От человека. وابسته از وضع، وابسته از عهده‌داری‌های کاری شخص، من حتما جواب داده نمیتوانم، اما امکان هست. Спасибо.
تشکر. Чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне? آیا شما خود را Сложно به сказать. آینده У нас دلپور حس много میکنید؟ землетрясений. گفتن دشوار است زیرا در ما زمین جنبی های زیادند. تحقیقات برای آموختن این روندها ادامه دارد. اما تا امروز عالمان نمیتوانند در کجا و کی زمین لرزه روی دهد. شما خود را خوشبخت حس میکنید؟ احتمالاً ها. Хватает ли вам времени, чтобы уделять семье и آیا близким? شما وقتی کافی برای بخشیدن به عائله و نزدیکانتان دارین؟ От человека зависит. Думаю, что немного این به есть. خود شخص وابسته است. من فکر میکنم کمی هم هست. Спасибо. تشکر. Есть ли время для саморазвития? آیا برای رشد Зависит от человека. خودی داره کنی وقت У هست؟ людей разные ситуации. این نیز از شخص وابسته Если است. говорить о حالتهای всей گوناگون Европе, شده میتوانند. за اگر всё ما время برای трудно تمام ответить. ژاپن На سخن самом گوییم، деле многие برای люди تمام говорят, ژاپن что нет времени. جواب دادن دشوار است. В случае در России واقع بسیاری ها میگویند که وقت نیست. здесь затрудняюсь ответить. حالتها گوناگونند. Спасибо. من در اینجا جواب دادن دشوار است. Соблюдают ли компании законы о трудовом праве? آیا شرکت ها قانون های مهنت را رعایت میکنند؟ Не думаю, что большинство компаний من переступают فکر закон. میکنم Они که делают اکثر что-то شرکت های наподобие черных قانون ها را предприятий. رعایت نمی کنند Также много و به случаев مانند کارخانه переработка ها или когда сотрудников просят бесплатно سیاهکار کار сверхурочные. میکنند. اما من نیز درباره Да, это есть. اضافه یا وقتی که کارمندان اضافه میپرسند زیاد میشنوم. بله. Чувствуете ли вы себя свободным? شما خود را آزاد حس میکنید؟ Думаю, да. من Относительно فکر я могу میکنم بله. выбирать то, что хочу. نسبتاً من Так поступать. چیزی دلخواهم را انتخاب کرده Спасибо میتوانم. большое. تشکر زیاد. Да, и вот мы с вами сейчас прослушали شما میدانید که интервью нашего гостя из Японии, который рассказывал о том, как он живет в своей стране. Хотелось бы с вами поговорить на тему того, что на самом деле میخواستم که японское درباره трудовое право, оно имеет значительное сходство с законодательством США. И то, что было выше упомянуто, где речь шла о такой стране, как США, да, практически аналогично شما все то же میدانید که самое и в قانونگذاری Японии. مهنتی ژاپن به Но дело в том, قانونگذاری ایمه что شباهتی نظررس само دارد، право اما در عین زمان آن را нельзя به нести عائله آنگلو ساکسون نسبت دادن англосаксонской ممکن семье. نیست. Прежде بیش از всего همه потому, что решающую زیرا роль в آن нем قانونگذاری играет نیست не که در законодательство, آن да, а نقش коллективные договора حل и کننده общее دارد. право, оно имеет меньшее значение, чем в трудовом праве اما سازشنامه کلکتیوی و قانونهای معمولی کمترند. نظر به قانونهای مهنتی انگلوساکسون مهم. برعکس آخرین قرارهای سودها عاید به پرونده های مشخص در ژاپن نمونه نیستند و این پدیده نظامی معاصر حقوقی در ژاپن است. Но тем не менее что-то не то. И вот это что-то не то, изучая информацию о Японии, я вам попробую с вами поделиться. ژاپن به مثل تمام کشورها یک قدر Так вот, смотрите, в Японии, так же как и во всех странах, имеет, скажем так, ряд به مثل تمام کشورها یک قدر قانونهای مربوط به حفظ مهنت و حفظ کارگران دارد. پس دوامناکی وقت کاری چون در همه کشورها طبق قانونگذاری نباید از 40 ساعت در یک هفته یا 8 ساعت در یک روز بدون تنفس باشد. اما آیا این Проанализировав различного рода диссертации, статьи в журналах, также просмотрев видеоролики, امروز معلوم است که در ژاپن قانون چندان رعایت نمی شود. بسیاری از ژاپنی ها با قانون مناسبت خیلی منفی دارند. گرچند که در سطح قانونگذاری حقوق های ژاپنی ها در относятся с большим негативом. Хотя
как я уже упомянула, да, хотя в законодательном уровне права японцев в сфере труда қонунгузории они ҳуқуқҳои защищаются, ҷопониҳо но дар все-таки же ҷаҳон почему не кор работает ҳимоя законный карда код? мешаванд. Почему, Пас например, чаро қонун дар есть ҷопон кор переработки в намекунад? Японии? А все очень просто. чаро истифодаи Японцы такрорӣ вуҷуд придерживаются дорад? Зеро дар Ҷопон онҳо меъёрҳои нормы, такими, иҷтимоӣ например, как гири и нёнзю. ки Ну ва вот, нёниро например, что такое роҳбарӣ вообще мекунанд. гири? У них есть такой термин, как гири, да? Гири барои можно мисол понимать гирӣ чӣ как аст? долг чести, гириро ҳамчун который қарзи основан на фаҳрӣ жестко предписанном фаҳмидан мумкин регламенте аст, ки ба между танзими татъи муқарраршуда то муносибатҳои есть байни одамон асос взаимоотношения ёфтааст между людьми ва четко амалҳои мувофиқро дар регламентированы, причем шароити жестко. мувофиқ И, талаб соответственно, мекунад. Дар требуется ин робита соответствующее дар поведение муносибатҳои меҳнатии и Япония соответствующие меъёрҳои поступки в определенных обстоятельствах. гириро ба Что же роҳбарӣ касается мегирад. нёнзи, то, скажем так, молодое вақте поколение ки дар японцев Ҷопон считает, инсон ба что айби нёнзи касе зарар отражают подлинные чувства. Скажем так, не порабощая нёнзи человека, ҳиссиётҳои как делают это нормы гири. худро нишон И медиҳад. мы выше яъне ки одамро говорили ғулом о накарда, рабочем дне в Японии, болотар мо гуфтем, основываясь на вот эти правила, нормы гири и нёнзи, сотрудники чаще всего перерабатывают. Как я уже и говорила, на коргарон законодательном уровне бисёртар переработки ин коро они кори или аз прописаны в договорах, или законом запрещены. Но, учитывая нормы, ва чизое ки дар қонун манъ карда шудаанд. работодатель намеренно нарушает права человека. Например, в Японии коргар считается ҳуқуқи уйти с работы коргар как бы вовремя считается вообще дурным тоном, да? И, соответственно, ни один из работников так не поступит. И если ты хочешь продвигаться по службе, то ты должен сидеть сверхурочно. агар ту хоҳӣ ки карьераат ба боло И равад, только в этом случае ту бояд ты сможешь дар получить кор высшую истӣ должность и, соответственно, ва танҳо большую дар зарплату. ҳамин вақт ту метавонӣ ки кори По мехостаатонро гирӣ. статистическим данным, лекин на протяжении уже там статистика 20-30 нишон лет, медиҳад ки на сегодняшний день известно, что японцы перерабатывают от 80, прошу прощения, до 160 часов в месяц. Вследствие чего в Японии появился, заметьте, на законодательном уровне такой термин, как кароси. Что же такое кароси? Кароси вақти изофӣ ту падидаеро самоубийство вуҷуд овардааст ки скажем так, инемурӣ ба на рабочих местах. корашӣ медиҳад. агар яке аз Это если онҳо вкратце маънои рассказывать хуби о таком термине, как кароси. Что бы хотелось еще рассказать, что я еще интересного узнала и что отличается от вышеупомянутых стран, которые рассказывали, о ва которых дигар рассказывали ҷойҳои мои товарищи. ҷамъиятиро На сегодняшний день в Японии, естественно, присутствует гендерная дискриминация, то есть по половому признаку. Да? И, соответственно, если я женщина и живу в Японии, то до 2016 года я не могла рассчитывать на такое право, как... То есть я была ограничена в получении высшего образования. А как я уже упоминала ранее, чтобы получить достойную и высокооплачиваемую работу, то есть я должен быть квалифицирован. Соответственно, если я не получаю высшее образование, я не смогу занять высокооплачиваемую должность. Чтобы привести конкретные цифры, ну, чтобы было нагляднее вам понимать, то, например, смотрите, женщины в возрасте 40-44 года имели, ну, из 100% женщин, имело всего высшее образование 19% женщин, да? 35-39 лет 26% женщин. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что на сегодняшний день в компаниях Японии женщин на инчи маънӣ дорад. лидеров, скажем так, или оқибати се намуди табъиз должностях нету. ки занон дар ширкатҳои Ҷопон ба онҳо дучор меоянд. Так вообще сложилось? Да все очень просто. якум табъиз ки аз таассуби аниқ дар ҷомеаи сарчашма мегирад, масалан маълуман қабул карда шудааст ки занон нисбат ба мардон камҳосилтар ва ё набояд занон ба вазифаҳои роҳбарӣ пешбарӣ карда шаванд. зеро ин боиси норозигии мардон дар мансабҳои ҳамон рутба мегардад. сониян табъизи ба истилоҳ оромӣ. ҳангоми
тасбиҳ гирифтани дар бораи ба кор қабул кардани зан ё пешбарӣ кардани ӯ основывается на свои субъективные, корфармо на ба баҳои объективии қобилияти ӯ, балки ба ақидаҳои худ дар бораи рафтори пешгузаштагонаш такя мекунад. Оё онҳо пас аз издивоҷ даст кашидаанд? Оё онҳо дар изофакорӣ иштирок кардаанд ва чӣ ба андозаи онҳо тавонистаанд ва ғайра. Сабумин табизи институтсионӣ. Ин маънои онро дорад, ки ҳамаи он унсурҳои системаи шуғли умр, ки воқеан барои занон вазнин мебошанд, соатҳои дарози кор, кори доимӣ бар зиёд, таътили кӯтоҳ, режими шадиди кор, гардиш ба инқилоб ба шаҳри дигар ва ғайра. Яке аз зуҳуроти равшани тибъи гендери фаъолияти музди меҳнати мардон ва занон мебошад. Ғайр аз он, танҳо мардон баъзе аз имтиёзҳоро мегиранд, масалан кӯмакпулиҳои оила. Ҳамзамон ба кормандони ширкатҳо аксар вақт масъулияти иловагӣ вогузор карда мешавад. Нусхабардории ҳуҷҷатҳо, тоза кардани ҷойи кор то оғози рӯзи корӣ, пухтани ҷой ё қаҳва барои муштариён. Намунаи барои чӣ япониҳо? Барои чӣ онҳо ҳуқуқҳои худро ҳимоя намекунанд? Баъдтар ман фаҳмидам, вақте ки ман барои ман ин ҳайрон буд. В Японии, значит, да, работодатель имеет право корфармо ҳақ дорад работу на предприятии или в компании. Коргари худро кор надиҳад. Продолжает платить денежные средства, но коргарро ба хонаи худ мебарад ва ба ӯ работодатель имеет право не предоставлять ему занятость. И вы знаете, корфармо метавонад ба коргари худ пул надиҳад. Ба қонун корфармо метавонад ки коргари худро дар хона гузорад. Чревато для самого человека. Чем это чревато, я расскажу Лекин позже, ин барои коргар безеб аст. были судебные, скажем так, прецеденты в Японии, которые, в одном из которых суд признал баъзе корҳои судӣ мерафт ки а во втором случае суд признал работодателя неправым. Просто приведу пример. Значит, дар ҳолати ду работодатель отправил своего водителя домой. коргар И заставил шофёр его там косить траву. И работник, естественно, посчитал, что он недостоин такой работы, подал в суд, и суд одобрил его иск, да, тем самым сказав, что работодатель нарушил права. Но, честно говоря, давайте будем откровенны, сколько на сегодняшний день таких людей, которые готовы идти в суды и отстаивать свои права. Тем более, как говорится, японцы. Почему? Потому что они все-таки живут по биёед мебинем ки имрӯз чӣ қадар одамон тайёранд ки ба суд муроҷиат кунанд ва ҳуқуқҳои худро ҳимоя кунанд. Где компания, это считается твоей семьей, и ты обязан просто сделать ва всё дар ҷое возможное, ки чтобы компания аст твоя ва оилаи ту компания ҳисоб процветала, мешавад. вне зависимости от того, как она влияет Ту на твое состояние, бояд на кор твою кунӣ ки семью, да, на твое самочувствие и так далее. И вот смотрите, вот этот вот феномен, который работодателям дается, ну, почему же еще, наверное, совершаются преступления в Японии? Только потому, прошу прощения, не преступления, а суицидальность, да, повышенная в Японии. барои чӣ бисёри одамон дар Япония худкушӣ мекунанд? С вышесказанными примерами ана барои мисол работодатель изначально, скажем, проявляет боссинг по коргар отношению к своему работнику, то есть моральное давление. И как рассказывает ученый, японский ученый Нашатани Сатоши, что ба монанде ки это не олими только японӣ средство гуфта заработка буд. на жизнь,
но и сама по себе радость, а также это важный источник личностного کار роста. نه فقط И смотрите, кроме того, участие в совместной برای کار работе این باید на برای рабочем خوشبختی месте باشد. необходимо для обеспечения связи работника с обществом и در وقت کاری подтверждения собственного существования. Да, то есть это уже ученые, которые исследовали, что работнику необходимо находиться среди این رو таких же آلمانی работников, گفتند как که и он, и, скажем так, کارگر общества. رو باید که در Например, بین хотелось бы آدمانی очень که به отметить مانند такой او факт в هستند Японии, وجود что в دارد. Японии больничных нет. То есть если ты заболел или простудился, ты либо берешь برای свои مثال در культуры, یاپونیا или свой отпуск, который тебе полагается, либо ты приходишь на работу и все равно работаешь. Неважно, даже если есть у тебя там температура 38, 38,9. اگر تو Если ты بیمار باشی выходишь در и приходишь на یاپونیا работу и بیمارخانه работаешь. ها نیستند. فرق Вот. ندارد И که также تو параллельно حرارت داری хотелось یا бы نداری، сообщить تو о باید том, کار что, آماده کار рассказать کنی. о том, что و отпуск в میخواهم به شما Японии فهمونم که по трудовому законодательству гарантирован 10 дней. С каждым годом, естественно, отпуск увеличивается, да, но и эти 10 дней японец не может взять сразу. Причина все та же. Семья, 10 روز компания, تعطیل семья, رو برای коллектив کار и так далее. یک ژاپنیایی نمیتواند که Также در хотелось бы گیرد сказать о و در таком یک سال немаловажном 10 факте, روز который тоже دارد. связан с трудом в Японии. Это, во-первых, пенсия и пенсионный возраст. Если ты, ну, начнем с того, что в Японии присутствуют, скажем так, 3 вида пенсионных выплат. Это профессиональная, это در государственная и یاپونیا سه единоразовое نوعی пособие. Но نفقه прежде чем وجود دارد. озвучить эти 3 вида, я бы хотела сразу обратить ваше پیش внимание از на то, این что в Японии حالت ها رو каждый گفتن японец, من в باید گویم принципе, که вне در یاپونیا зависимости от того, где он работает, он откладывает یک на یاپونیایی свое, скажем فرق так, ندارد که در کجا زندگی существование میکند، после او برای пенсии, ну, то خود есть پول جمع میکند после выхода на пенсию بعد от از 10 до پنسیش. 30% своей заработной платы. Так вот, в Японии, از значит, 10 есть профессиональная تا заработная 20 плата. Это для тех, кто یا трудоустроены официально и سطح работают более نفقوی 30 پروفесیونالی часов в وجود неделю. دارد. Таких людей 85%. И они, естественно, در будут یک получать هفته 30 профессиональную ساعت کار пенсию. میکنند Их که این будущие 85% выплаты شماره اهالی складываются قابل из کار کشور را ежемесячных исчислений تشکیل заработной میدهد. платы نفقه и کسبی взносов میگیرند. работодателя. پرداخت آینده Ставка таких آنها взносов از حساب составляет 18,3%. سهمیه های И делится, конечно же, ماهانه поровну و между سهمیه работником, да, های и его компанией. Что касается کارفرمایشان государственной تشکیل کرده пенсии, می то شود. она معیار выплачивается چنین всем سهم ها самозанятым 18% лицам и тем, кто трудится на تشکیل предприятиях می دهد численностью که менее در 5 بین человек. کارمندان و شرکت Для های او получения برابر выдачи تقسیم пенсии کرده می эти شود. работники делают نفقه دولتی و ежемесячно фиксированные взносы خود مبلغ в گذاری пенсионный و به фонд. На آنهایی که در 2019 کارخانه ها год کمتر به эти взносы 5 نفر составили 150 کار долларов. میکنند پرداخت کرده И می شود. есть برای так گرفتن называемый کمک третий پولی вид пенсии, آینده это در نفقه единоразовое این пособие. کارمندان هر Это ماه به единоразовое فایده пособие نفقه سهم های выплачивается в размере твоего مقرری оклада от того میگذرانند. количества лет, сколько ты проработал на данном предприятии. Но могу сказать, что такое единоразовое пособие выплачивается в малом бизнесе в сфере труда. با همه گوناگونی سندهای معیاری У حقوقی меня تنظیم все, کننده Мария. مناسبت مهنتی ما چنین پدیده ها رو میبینیم که Спасибо. Действительно, мы видим, что в существующем потребительском формате сегодня права человека в сфере права точно так же нарушаются, как 100 лет назад. مفهوم های Потому تمدن что меняется время, да, меняются эпохи, развивается производство, меняются средства امروز در средства شکل موجودیت производства. Развиваются новые موجوده технологии. استعمال Но при کننده этом مسئله های почему так происходит? А причина в تأمینی том, حقوقی что انسان при به همه огромном شکلی که количестве 100 سال قبل нормативно-правовых موجودن актов, اهمیت دارد. законов, которые با регулируют در نظر داشت взгляды, интересы работника, предприятий и تغییرات دور و государства. زمان و واسطه های При закрепленных استعمالات стандартах گویا по علم رشد трудовым کرده است. правам, چرا این به но شما при этом زیادی цели مقررات каждого تنظیمگران у و работника своя цель, у جریحه های государства بلند своя, у رخ می предприятия دهد. своя. Мы все хотим жить в безопасном и счастливом обществе, همه ما которое می خواهیم در جامعه невозможно بی خطر و خوشبخت в زندگی условиях کنیم обмана, که این در нечестности شرایط и порабощения فریب، человека. Чтобы ایرارخیا، изменить эти قدرت условия, و необходимо غلامی объединиться انسان всем غیر امکان است одной و برای تغییر целью, دادن این обеспечить شرایط ضرور است که жизнь همه آدمان در каждого یک человека هدف и, конечно же, تأمین و активно کفالت действовать. ارزش حیاتی И هر очень یک радостно, شخصی что 20 متحد марта شوند و 2020 البته года عملی
фаъол ва 20 марти соли 2020 ҳодисаи бесобиқа рух дод. дар давоми 6000 сол барои бори аввал одамон аз тамоми ҷаҳон, миллатҳо, мақомҳо ва мақомоти динии гуногун дар конфронси ҷамъияти созанда он чизе ки паёмбарон орзу мекарданд гуфтанд. Аллакай 6000 сол Все эти 6000 лет нам обещают лучшую жизнь, мир и процветание. Их ва ба ҳамаи ин 6000 сол ваъда дода шудааст ки зиндагии беҳтар, сулҳ ва шукуфонӣ, эпосҳои фармоиши онҳо, суханронии манипулятсӣ ва шиорҳо дар тангаҳо бисёриҳо рӯбаланд мекунанд. Мардум ихтиёран тақдири худро ба дасти як диктатор медиҳанд. Первой зафиксированной манипуляцией общественным мнением можно найти еще у Шумер обещает своему народу изобилие. аввалин найрангҳои сабтшудаи афкори ҷамъиятиро дар Шумер пайдо кардан мумкин аст. Вақте ки Утанапешт ба халқаш фаровонӣ, ҳосили хуб ва барои гандумро ваъда медод. Юнониҳо аз шумерҳо дур нарафта, ҳамин тариқ Филиппи V, шоҳи Македония, ба онҳо озодӣ, бекор кардани андоз ва ҳудудоракунӣ ваъда дод. Дар натиҷа юнониҳо ҷангҳои хунин, тамаҷҷӯӣ, дар асрҳои миёна оғоз кардани ҷангҳо ва куштӣ на фақат барои озодӣ, ҳокимон амалҳоро дар пушти худошиносӣ пинҳон шуда мекуштанд, чунки ба монанде ки вақти нав Даже декларация прав человека в очередной раз провозгласила, что люди худи барои озодӣ баробар свободными и равными в правах. Пообещала свободу, одамон озод таваллуд мешаванд ва баробару ҳуқуқ мемонанд. А по факту происходило противоположное. Лекин дар ҳақиқат ин намешуд. Карьеры диктатора призывал к Гитлер дар оғози фаъолияти худ инчунин диктатор ба арзишҳои умумии ҷаҳонӣ даъват карда буд. Инро як тиране гуфта буд, ки 100 миллион одамонро кушта буд. Что-то поменялось? Вақти муосир дар бораи имрӯз чӣ гуфтан мумкин аст? Оё чизе дигар шудааст? Мо идома додани ҳамон шароитҳо идома медиҳем? Давлат барои шахс аст. Манфиати инсоният, озодӣ ва тартибот, ваҳдат, баробарӣ, сулҳ, қудрат дар адолат. Ҳақиқат пирӯз хоҳад шуд. Ваъдаҳои коҳинон ва сиёсатмадорони муосир ба ваъдаҳои шумериҳо дар гузаштаи дур яксонанд. Вазъият танҳо дар 6000 сол бадтар шудааст. мо минбаъд низ ба касе такя мекунем, ба масъулияти худро ба дӯш намегирем. Маро ба вазъиятҳои мухталиф бехатарӣ мекунанд, ки дар ин вақт ҷои ҳукмрони шахси дигаре меояд. Мардум диктатор ё золими нав ба даст меоранд. Чӣ қадар ки мо якеро ба дигаре иваз кунем, аждаҳо боқӣ мемонанд. мо худамон имкон медиҳем, ки чунин формати истеъмолкунанда вуҷуд дошта бошад. Пайғамбарон мегуфтанд ку чизи тамоман дигар сухан мед. Онҳо дар бораи баробарӣ воқеӣ ва муҳаббати ҳақиқӣ дар бораи ҷомъияти созанда суҳбат мекарданд, на дар бораи кушдор. Дар ҷаҳони рӯшонӣ оилаи вуҷуд дошт. Дар замин бояд чуноне бошад, ки дар осмон ҳаст. Давайте же поговорим о том, как 8 основ созидательного общества могут решить и улучшить. Чӣ гуна 8 бунёди ҷамъияти созанда метавонад шароит ва зиндагии ҳар як инсонро дар он ҳои муносибатҳои меҳнатӣ, ки мо имрӯз дар борааш
کلان تغییر دهد. باید قید کرد که 8 اساس به همه نوع وابسته دارد و ثمره‌های آنها از آن وابسته است که آنها به چه اندازه جداناپذیر عمل کرده می‌توانند. اینچنین و تطبیق آنها برای همه، هم برای کارمندان و هم برای کارفرما مفید است. کفالت امنیت دسترسانی تعلیمی، امنیت، امکانیتی برابری. И оплата труда высокая, средняя и высокая позволяет получать удовольствие и ساعت‌های کاری обеспечение выше, да, то есть расти в этом всем. Что такое же гарантия, да? Гарантия права на труд. Как я это вижу, это если ты хочешь, если у тебя есть желание и потребность работать, это обеспечивается изначально. То есть ты не ищешь работу, ее можно найти, можно не найти, она у тебя есть 100%, если у тебя есть такое желание. Спасибо. Продолжительность рабочего дня в созидательном обществе. На сегодня продолжительность рабочего дня формируется потребительским отношением. امروز طول روزی کاری را مناسبت‌های استعمال کنندگان و شخص به قرب شوی حیات او و حیات خودشناسی تشکیل می‌دهد. فرمت جمعیت ایجادی به شما امکان می‌دهد که مبلغ گذاری برای آن ساحه‌های فعالیت که به رشد جامعه و شخص همچون یک جزئی جدا نشونده جامعه مناسبت می‌کند محدود و یا کاملا استثنا کرده می شود. از حساب این مبلغ‌ها و وجود نبودن تورم، جنگ‌ها، از حساب معلومات با صفت و داروری که از 4 ساعت در یک هفته 4 روز اینچنین امکانیت پیدا می شود که جدول کاریتان با و موافق کرده در صورت حاصلناکی ثمرناک می شود و منفعت‌های عائله ضرر نخواهند دید. به شرایط این فرمت جدولی 4x4 وقت برای رشد خود، ورزش، تندرستی عائله، برای از خود کردن کسب نو وقت آزاد می شود و این چیز مهم نیز است که وقتی که خود خوشحال است وقتی کارش Спасибо, Ирочка. به کارش دقت دهد. Поговорить о такой сфере, таком аспекте, как дискриминация. Ведь сегодня мы от многих میخواستم که درباره دیسکریمیناسیون گپ زنم. همه 8 اساسهای جمعیتی سازنده چنین شکل مناسبت‌های جامعه را فراهم می‌آورد که در آنها هیچ گونه تبعیض ممکن نیست. در نهایت حیات هر یک انسان برابر ارزش است. هر یک شخص از تولد حقوق انسان همه آدمان آزاد و برابر تولد می‌یابند. هر یک каждого человека. Первая основа созидательного общества – это жизнь человека. Она говорит о том, что каждый человек по праву рождения наделяется правом быть человеком. Понимаете? Человеком. این درباره آن گفته می شود که هر یک آدم از تولد آدم نام می شود. آدم نام می شود. هر یک از آزاد و برابر حقوق گفته می شود، نامیده می شود. هیچ و هیچ کس از در زمین از آدم بالا بودن نمی تواند. Понимаете, вот сегодня действительно назывались примеры не очень такие лицеприятные для современного, так сказать, развитого общества. بفهمید این مثال هایی که امروز آوردیم همچون خوشحال کننده بودند. در این باره بنیاد هفتم جمعیتی سازنده عدالت و برادری شهادت می‌دهد. اینچنین باید فهمید که هر آدم هر قدر بیشتر کند همان قدر بیشتر می‌گیرد. بعد از همه این عادلانه است. در جمعیتی سازنده کدامی که بسیار کار می‌کند و بسیار می‌گیرد.
поэтому он чувствует себя ба свободно. ҳамаи У одамон него ҳама есть чизҳои жилье, у него муҳими есть пища, у него истифода есть мебурда. еда, у него есть образование. ӯ Ему не хӯрок нужно дорад, либос дорад, за тем, чтобы илм выучить дорад. своих детей, куда-то ехать, вот как мой отец в свое время поехал. ӯ Да? И самое главное, что человек может шарт нест выбрать ки себе барои профессию по омӯзиши душе. фарзандони Я худ ба уверена, ҷои что дигар мой равад. папа в созидательном обществе точно бы стал Ман бовар космонавтом, дорам ки падари ман потому что у него к этому был потенциал. Ну, я космонавт надеюсь, мехост. что он еще успеет. ӯ инро Если мы с метонист. вами побыстрее Ман созидательное общество умед построим, дорам то ки у него ӯ есть все шансы. ҳоло ҳам мекунад. Что интересно еще отметить, в созидательном обществе борьба будет идти як не чизи между аҷибе бояд работником гӯям за ки дар выгодное место под ҷамъияти солнцем, за более созандагон выгодную работу, как сейчас корфармоён барои беҳтар а между кардани шароити кор работодателями за тамоми сотрудников. кӯшишҳоро ба харҷ Именно медиҳанд, потому что то ҷойи человек ҷолиб хочет барои работать, кор чтобы бошад. работать. И поэтому онҳо ҳама гуна работодателю бастаҳои нужно будет создавать очень иҷтимоӣ выгодные условия для труда своего сотрудника, бонусы, гарантии. Более того, он должен бережно относиться к своему сотруднику. Не как сейчас, да, у нас на работе, а бережно. Потому что иначе он один останется. Придется собственнику предприятия самому работать. Никто на него не захочет работать. Человек в созидательном обществе, он чувствует уверенность в дар завтрашнем ҷамъияти дне. созанда Потому что барои действительно у него пагоҳи обеспечены худ все потребности. ба боварӣ И аст. вот самый главный вопрос. Да, барои в ин ки Конституции ҳамаи тоже много чизҳои всего написано, много классного, оддӣ но аллакай не ҳаст. исполняется. Так вот, ключевая разница, почему в созидательном обществе это будет исполняться, это потому фарқияти что есть 8-я калоне аст ки основа дар созидательного ҷамъияти общества, созанда которая звучит самоуправление обществом. Она говорит о том, что понятие власти над человеком, оно фарқияте отсутствует. ҳаст дар ҷамъияти Что это созанда аст означает в ки сфере труда? Это значит, худидоракунии что ҷамъият ин между чӣ маънӣ дорад? работодателем и работником они ин перестали яъне быть муносибат главными. байни Проходит вот эта корфармо ва иерархия. коргар Знаете, вот это все пресловутое «я начальник, а вы знаете кто». Не буду говорить, но все поняли. муборизаи Этого не байни будет. Скорее, отношения между онҳо работником и нест хоҳад шуд. работодателем, они перерастут в сферу партнерских отношений, равных отношений. инҳо ба монанди равноправных корҳои отношений. партнёрӣ хоҳанд Не шуд. будет приоритета у управленческой работы над любой другой работой. Более того, как я это болотарӣ вижу, аз в будущем як корҳо ба многие дигар корҳо управленческие дида функции, они намешавад. просто поделятся между всеми работниками. То есть не будет такого, что бисёре кто-то аз начальник, корҳое 5 ки начальников, идора и один мекунанд работник копает, опять ба монанде аст ки Нет, все будут 5 ответственными. корфармо Самое ва як главное, что коргар. у работника, понимаете, у него появится стимул аз ҳама муҳимаш ин аст ки свою коргар работу. Ему не нужно будет думать бояд ки ба сифат кори худашро ба анҷом под расонад. солнцем. Он полностью сконцентрируется над своей работой. И самое главное, что эта работа ӯ будет приносить ему ҳаматарафа радость. дар кори худ Поэтому он будет дода делать мешавад. максимально эффективно. барои ҳамин ӯ ҳама В общем, корро друзья, я надеюсь, что ҳаматарафа в таком обществе не будет ва дӯстон ман мехоҳам дар ҳамин хел прошлое, а будет ҷомеа равное зиндагӣ будущее. кунам. И вот хотелось бы, кстати, узнать еще, ин ба а ҳама что баробарӣ будет в мебошад. созидательном обществе в такой сфере, как охрана труда? мехостам боз гӯям ки дар Правильно, ҷомеаи спасибо. созанда Охрана труда, чӣ хоҳад шуд? Вот с чего хотелось бы начать, что такие условия, как мы начали уже говорить о созидательном обществе, о 8 основах, они выгодны как самому сотруднику, так и муҳофизати предприятию, меҳнат собственному барои предприятию. кормандон шароити беҳтар барои Любому одамон человеку, каждому человеку, як ҳадафи независимо от асосии статуса ҷомеаи и таъмин ва его кафолати уровня арзиши дохода. ҳаётӣ дар як И инсон по охране мебошад труда хотелось бы ва ин сказать, что маънои самое онро главное — дорад ки безопасность корманд человека, корхона потому что ва давлат ва весьма тамоми критическим ҷомеа моментом ҳадафи ягона становится дорад. как раз безопасность человека, что ничто не может нести угрозы. И самое интересное, что вот эта безопасность, она обеспечивается опять-таки всем обществом и каждым человеком, потому что мы едины в одной цели — обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого человека. Также хочется здесь сказать о том, что мы говорили сегодня про переработку, да, вот эти условия, которые мы называли, 4 часа в день, дают возможность быть человеку не уставшим, да, от чего мы сегодня говорили, да, перерабатывают и бывают несчастные случаи на производстве, а быть, скажем так, всегда активным и внимательным, и это другие отношения. Вот Оленька сейчас говорила про другие отношения. В таких отношениях ты не чувствуешь себя подавленно, да? Ты более активный, ты внимательный, поэтому и ответственнее относишься к тому процессу, который ты выполняешь. Точно так же стоит сказать, что тяжелые условия труда или тяжелая работа, она будет роботизирована, а при этом люди могут заниматься более интеллектуальным развитием.
А если даже какие-то и травмы возможны, то, учитывая те возможности бесплатной медицины, которые обеспечивает созидательное общество, то человек очень быстро может восстановиться после этого. Также, если мы возьмем с точки зрения жалоб, да, потому что сейчас есть такие моменты, как они не вовремя рассматриваются или не всегда рассматриваются, то в созидательном обществе, так как у нас открытая и доступная информация, то мы все владеем четкой информацией про то, где какие условия, да, у нас честная СМИ, которая говорит, может открыто сказать, где какие условия труда, и каждый человек, независимо от того, он работодатель или собственник бизнеса, он заинтересован в том, чтобы не потерять статус человека, а обеспечить комфортные условия для каждого своего сотрудника. Вот теперь поговорим про право на отдых. Да, Юленька, спасибо. И اکنون говоря درباره о حقوق праве на отдых в استراحت سخن созидательном خواهیم گفت. обществе, я в первую شما очередь می‌دانید که پس از хочу همه من акцентировать می‌خواهم بار внимание دیگر на то, دقت что в شما را созидательном به آن обществе جلب люди کنم که در рождаются جامعه свободными سازنده людьми. همه آدمان آزاد و И برابر каждый تولد сам می‌شوند выбирает, و هر сколько کس ему حق работать, دارد а сколько انتخاب ему کند отдыхать. И мы که сегодня چقدر уже کار کند و неоднократно چقدر озвучивали, استراحت کند. что امروز ما каждый اعلان человек داشتیم без ущерба для своего که همه حق материального کار положения будет کردن работать 4 4 дня в به неделю 4 по را 4 دارد. часа в день. Это اما значит, این معنای что آن را человек ندارد که برای наконец-то او сам بیشتر کار распоряжается своим کردن ценнейшим من است ресурсом, своим временем. یا همه И وظیفه دارند еще که это 4 به 4 вообще کار другой, کنند. ну, این вообще معنای آن را это دارد выше که انسان در мышление. Это نهایت не как قادر сейчас است ثروت работа дома پرارزش خود и работать, чтобы выжить. و Это уже мышление свободного от необходимости выживать شکل человека, его все بازовые تفکر потребности کلا دیگر удовлетворены است. независимо от того, работает نه он در вообще или нет. نه به مانندی که И он начинает خانه распоряжаться کار своим خانه временем правильно, برای زندگی а не просто если появилась там свободная минутка, то он от усталости и вообще какой-то апатии лежит на به диване. مانندی نیست که Все, تو пусть یک лежит на диване, منوتی пожалуйста. Как мы تو с вами میخواهی говорили в که начале استراحت کنی жизни, مرحمت. сейчас даже почитать книжку – это طوری که большая ما از роскошь. واقعه И в حیاتی خود созидательном میبینیم обществе созданы все условия خواندن для того, کتاب чтобы امروز человек علکی в свободное عیش و время عشرت است развивался. و در Бесплатное جمعیت образование – это سازنده возможность, تمامی شرایط های бесплатное فراهم развитие آورده своих شدهاند талантов, که مرد занятие در своими وقت хобби, увлечениями. Это свобода путешествий по всему خالی миру. رشد کند. این И от تحصیل этого رایگان нужно برای огромное همه социальное обеспечение و для در каждого سن و человека. سال رشدی Создаются такие условия, رایگانی что расширяются استعدادهای خود возможности для реализации человеком پیگیری своих آزادی творческих و способностей и محفل‌های дарований. به منفعت‌های И خود вообще будет комфортно отдыхать, жить в таком обществе, в котором нет насилия, برای агрессии, в обществе, где приоритет человечности و на در первом مجموع месте, استراحتی به где راحت созданы خواهد بود. условия زندگی для در развития и воспитания человека, جامعه‌ای که در большой آن опыт زورآوری и تجاوز гуманность, وجود ندارد، در добросовестность, جامعه‌ای взаимоуважение – это که основа افضلیت общества. بشریت در جای اول است، Это در общество, آنجا где برای внутреннее رشد счастье каждого человека является главным вектором развития общества. И поэтому и наша игра так называется. И могу с و полной حرف уверенностью کلام сказать, что 8 основ созидательного общества – это действительно основы счастливой жизни. این جامعه И است که также очень خوشبختی باطنی در интересно یک انسان واقعی понимать, و как اساسی будут رشدی решаться جامعه трудовые می باشد. споры в созидательном обществе. Спасибо, Надя. Да, действительно. و میخواستم که Возникает بحث‌های مهنتی закономерный خیلی вопрос, بشم. да, вот созидательное общество, где من вот اینچنین ценность پیشنهاد жизни میکنم человека – это که высшая چنین جنبه ценность, то есть مناسبت‌های равенство, حقوقی به справедливость, مثل будет ли بحث‌های вообще там, да, مهنتی трудовые بررسی споры? کرده Если شود. будут, то как در они будут نهایت یک решаться? سوال Очень طبی просто. به Во-первых, میان میآید که я آیا полностью آنها согласен с عموماً Ольгой. در SB Отношения خواهند между بود. работодателем и اگر работником, они آنها станут باشند، партнерскими. Так, پس это не آنها را означает, چگونه что باید حل کرد работодатель در اساس создал ارزش рабочее место, حیاتی در создал یک شخص، предприятие, برابری، и что عدالت работник و دیگر может کفالت‌ها сидеть, برابر ничего не مهم делать, а که только получать 8 долю. پایه. Нет, это означает, что من باوری работник и دارم که работодатель – это خصوصیت‌های равные люди. Они трудятся вместе и создают что-то полезное для общества. Работник добросовестно این исполняет معنای свои آن را трудовые. ندارد که Да, он هیچ может کار влиять на انجام. какие-то управленческие процессы, чтобы создать условия труда, بله، чтобы کارگر создать می‌تواند که در продукт بعضی کارها دخل качественнее. کند И он, что самое важное, несет ответственность به за مقصدی свой که участок работы. Также и работодатель несет چیزی ответственность за نصب برآورد و создание او комфортных и مسئول безопасных هست условий برای труда. کار خود И в то же время, конечно و же, او будет برای целый ряд органов, которые آزادی будут و следить за этим, آرامی за کارگرانش соблюдением и مسئول защитой است. гарантий и прав как работника, так и работодателя. И в прошлое, هم конечно же, کارگر و هم идут в کارفرما таком رو می‌باشد. случае соглашения о неконкуренции, о нераспространении информации.
поскольку ценой и целью, точнее, каждого предприятия будет не получение максимальной прибыли, да, как сейчас, любой ценой, а создание качественного продукта и принести какую-то пользу. И чем больше выгоднее это как работнику, так работодателю, так и предприятию в целом. И в данном случае ни в коем случае предприятие не потеряет свою прибыль, да, ведь распределять и распоряжаться ресурсами и средствами в созидательном обществе согласно 8 основ будет общество. Общество, видя очевидную пользу от продуктов, которые будет создавать предприятие, оно будет наоборот выделять ему در نهایت این همه средства, چیزها در بالای کشیده می и باشد که 8 предприятию, как вот сегодня, не надо پایگاه тратить جمعیت много сил, سازنده کفالت средств, می دهد که нанимать лоббистов, به همتا آنهاست که платить آنها взятки, да, همچون или вести مکانیزم какие-то یگانه با экономические اعتماد войны для того, و чтобы بر راه получить مانده ресурсы. شده می Все это توانند будет برای очень به خطر просто کردن и زندگی выгодно هر для یک шахص در предприятия. تمام ساحه И ها вот استفاده именно شوند. все вышеизложенное и гарантируется нам 8 основами созидательного общества, которые как единый слаженный механизм могут применяться для решения целого ряда правоотношений в различных сферах. Ну и также интересно узнать, какой же будет социальная сфера, да, социальное обеспечение в созидательном обществе. عجیب است که Да, تعلیمات اجتماعی слушайте, چگونه ну خواهد بود. великолепно. Я послушала, все это, конечно, хорошо в در چنین создательном обществе, حالتها трудовые споры, охрана труда, но меня лично интересует действительно, какое же будет в созидательном обществе социальное برای بسیار обеспечение. عجیب است که Ну, در جمعیت это очень سازنده важно, تعلیمات например, для اجتماعی всех چگونه خواهد بود. сегодняшних людей, которые живут в вышеупомянутых нами странах, а также во این всех برای других странах. همه ما Почему? مهم است و برای Смотрите, شخصانی که در دولت هایی که در بالا третья گفتیم основа مهم است. созидательного общества – это безопасность человека, которая гласит, سیوم اساس никто и ничто в جمعیت обществе не имеет سازنده این права به создавать خطری می угрозу باشد. для жизни и свободы человека. در Значит, چنین что это حالت будет? Это имеется в виду, что جمعیت никто – это سازنده چه работодатель, کفالت می دهد؟ который مثلا будет جمعیت нанимать нас سازنده на کفالت работу, می он دهد که будет هر یک обеспечивать, شخص اگر скажем так, بخواهد به کار условия تامین کرده می труда, شود чтобы мы смогли همان طوری که شخص به существовать, آینده вот именно не اطمینان существовать, دارد ребят, а که жить, لازم жить نیست полноценно. Каким это будет که برای образом? То есть منزل و غذا работодатель, هم برای предположим, خود он будет و гарантировать هم از کجا مبلغ благодаря گیرد нашему с вами труду, برای если мы عائله‌اش хотим, да, то есть, вернее, прошу прощения, هم не предприниматель будет гарантировать, а само общество гарантирует каждому человеку, значит, یعنی که удовлетворение جمعیت به базовых هر یک потребностей. Это شخص жилье, это еда, это کفالت می دهد медицина که او качественно, да, и это صاحب образование. منزل А что же касается работодателя, то صاحب خوراک و работодатель не صاحب будет иметь права علم شود. заниматься боссингом, то есть کارگر моральным, скажем так, насилием на работе. Почему? Да потому что ему это невыгодно будет, да, и это невыгодно с точки کارگر حقی зрения ندارد که به سر трудоспособности, یگان а کس также созидательное زورآوری общество کند برای که гарантирует برای آنی که او ценность این برای жизни او каждого فایده‌آور نیست. человека в этом обществе. И когда мы это понимаем, соответственно, мы к другому человеку относимся как к самому себе. وقتی Также, که ما смотрите, یکم اساس رو третья основа میفهمیم созидательного общества – ارزش безопасность человека. زندگی В یک ней شخص есть را ما با такое دیگر آدم چنان замечательное مناسبت میکنیم که предложение и гарантия, как научная, производственная и технологическая деятельность общества, да, должны быть направлены исключительно на улучшение качества жизни человека. Вы только вдумайтесь, наука будет شما فقط فکر کنید که всякого рода изобретения علم или کارهای какую-то میکند пищу или که там жилье, которое будет нам یگان комфортно, خوراک безопасно, عموما همه چیز вкусно и میکند که полезно для برای нашего с پیشرفت вами тела. زندگی مردم Также, باشد что это все касается и و برای производства, да, и فایده‌آوری и بدنمان технологий باشد новейших. То есть оно нам создает условия و безопасности, تکنولوژی های комфортности и نوترین پیدا легкости. می شوند. Смотрите, также третья основа این برای гарантирует экономическую стабильность, отсутствие инфляции и кризисов, و стабильные и سیوم равные اساس цены по این всему миру, единая денежная единица, фиксированное минимальное налогообложение или отсутствие یگانه такового. پول در Слушайте, همه но вот это вообще великолепно. Налоги, конечно, это все на переходном периоде, да, این на را بینید первоначальных периодах налоги نالوگ будут, داده но نمیشه потом они исчезнут, потому что нам не надо будет никому платить какие-то свои налоги, чтобы потом эти же деньги якобы переправляли на наши برای ما нужды. У нас будут свои какие-то фонды, شرط да, نیست но я که не ما специалист в этой сфере, поэтому углубляться не буду в это. Но тем не менее, налогов не будет, да, и кризисов, и инфляций искусственно созданных их тоже не будет, просто потому что это незачем.
А я уже не говорю о устворӣ равных ценах кафолатнокии иқтибосӣ по бе всему миру. таваррум Я живу ва в Латвии, буҳронҳо, нархҳои прилетаю в США устувор и ва покупаю себе баробар дар мороженое за саросари ту же ҷаҳон. самую денежную единицу, Асрори которая у меня ягона в Латвии. Разве это, ребят, не великолепно? Сколько проблем сразу отпадает? Проблем шуда в ё андозбандӣ смене нест. этих различных денег, искать, где же эти деньги обменять и так далее, да? Мушкилот Ну, барои смотрите, пулҳо, самое барои интересное, дигаршавии что пулҳо меафтад. за этим всем будут, конечно, Аз ҳама скажем аҷиб так, аст ин не аст ки контролировать, да, а нести ответственность, специально аз обученные пушти люди. ҳамаи инҳо И одамони в масъуле связи ки с нынешней ситуацией на планете, в связи с климатическими изменениями на планете, ва ин в ҳолатҳое созидательном ки имрӯз обществе дар дунё ҳастанд, безопасность человека и общества дар от ҷомеаи каких-либо созанда. угроз будет обеспечиваться единой общемировой службой по борьбе с чрезвычайными ситуациями. И в этой службе будут люди, которые действительно понимают ценность жизни каждого человека на Земле, вне зависимости от того, какой статус на сегодняшний день имеет этот человек. И заканчивая свою речь, хотелось бы также узнать, а каким же будет развитие человека в созидательном сухани худро обществе? ба охир расонда мехостам фаҳмам ки дар рушди инсон чӣ хоҳад буд. Рушди инсон ба сифати кор ва худшиносӣ бевосита таъсир мерасонад. Одам аз лаҳзаи таваллуд ва фаъолият ташаккул меёбад. Дар формати мавҷудаи муносибатҳо дар ҷомеаи омили бартарӣ дошта, рушди инсон, некуаҳволии моддии волидайн аз ҷумла мақоми онҳо, масалан ки ба шароити зиндагӣ, сифати ғизо ва аз ин рӯ таъсир мерасонанд, рушди ҷисмонӣ, сифати таълим, шумораи вақти холӣ барои рушди худ ба ғайра, пайдошти ҷуғрофӣ инчунин омили муҳими рушди инсон мебошад. Азбаски фарқиятҳои назаррас дар қобилиятҳои вобаста аз кишвари пайдоиш вуҷуд дорад. Дар натиҷа рушди инсон аз бисёр бо сарфи назар аз ҷинс, мақом, ҷуғрофияи кишварӣ, миллат ва муносибатҳои мазҳабӣ бо фарқиятҳои дигар якхелаем. Мо ҳама инсонем. Мо дар як сайёраи Замин таваллуд ва зиндагӣ мекунем. Ҳар як шахс аз таваллуд ҳуқуқи инсон шуданро дорад. Ҳамаи одамон озод ва баробар таваллуд мешаванд. Ҳар шахс ҳақ дорад интихоб кунад. Дар рӯи Замин и аз инсон озодӣ ва ҳуқуқи ӯ баландтар касе ба чизе вуҷуд дошта наметавонад. Амалӣ намудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон набояд ҳуқуқ ва озодиҳои одамони дигарро вайрон кунад. Дар ҷомеаи созанда ҳар як шахс барои рушди ҳамаҷониба ва худшиносӣ имконият фароҳам меорад. Таҳсил ройгон, босифат ва барои ҳама баробар дастрас хоҳад буд. Ин шашум, ҳама метавонад қобилияти ба истеъдоди эҷодии худро бо азнок дарк кунад. Бунёди шашуми рушди шахсият. Кор бештар. Дар айни замон олимони иқтисодӣ дар ҷониби ҳокимон ва воситаҳои ахбори назорат оварда шуданд, иддао дорад, ки инсони муосир барои рушд ҳавасмандии иқтисодӣ дорад. Маҳз он ниёз одамро водор мекунад, ки кор кунад, зиндагии худро пеш барад. Аммо ин далелро ба ишораи ба иерархия ниёз. Ман комилан мутмаинам, ки инсон танҳо дар шароити зиндагӣ мекунад, ки нон бошад. Аммо вақте ки нон фаровон аст ва шикам ҳамеша сер аст, орзуҳои инсон чӣ мешаванд? Ниёзҳои олӣ пайдо мешавад ва маҳз онҳо гуруснагии физиологии бадани моро идома мекунанд, ҳангоме ки баъзе ниёзҳо қонеъ карда мешаванд. Баъзеҳо бештар ва бештар
ба вуҷуд меояд. Пас тадриҷан марҳилаи ба марҳила инсон ба ниёз ва рушди худ меояд. Баландтарини онҳо был проведен эксперимент по внедрению Иброҳим пенсионного Маслоу. базового дохода, который уже показал определенные результаты. Матери стали больше посвящать времени своим детям. модарон Больше бо подростков фарзандони стали худ заканчивать бештар школу, вақт а сарф не бросать её, гирифтанд. чтобы искать заработок. Большинство, получавших аксарияти безусловный базовый доход, наврасон ба ҷои тамом кардани своей мактаб занятости. барои Те, кто хатми мактаб снизу, шурӯъ они карданд. сделали это аксарияти после получения онҳое ки образования и получения новых навыков. юбд Значительно гирифтанд увеличилось садҳи число шуғли худро волонтеров, возросла социальная паст активность и накарданд ва ответственность. 40-50% То есть мы с вами наглядно онҳо видим, что это ки колоссально позитивный ихтисор тренд. карданд Не менее важным ин фактором корро ба развития манфиати человека таҳсил ё является рушди идеология, причем малакаҳои нав идеология карданд. всего человеческого сообщества. Идеология шумораи должна волонтёр направлена хеле на афзуд. популяризацию фаъолияти иҷтимоӣ лучших ва человеческих маълумотӣ качеств зиёд и шуд. пресечение всего, что омили направлено баробарӣ против муҳим рушди человека. инсон идеологии Главным приоритетом тамоми является инсоният приоритет дар человечности, вуҷуд мебошад. высокие духовно-нравственные устремления человека, афзалияти асосӣ гуманность, афзалияти инсоният, добросовестность, взаимоуважение, оромҳои олӣ, укрепление дружбы, создание условий манбаи для ба развития и ахлоқии воспитания инсон, человека инсондӯстӣ, большой виҷдон, пользы, эҳтироми взращивание в тарафайн каждом ва человеке и таҳкими обществе дӯстӣ мебошад. морально-нравственных фароҳам ценностей, овардани шароит нравственных барои основ рушд ва созидательной тарбияи идеологии. Но одамӣ стоит отметить, дорад. что большая роль в формировании такой бояд идеологии гуфт ки принадлежит средству массовой информации, бояд қайд которые кард ки дар согласно ташкилоти чунин обществу будут идеологияи принадлежать нақши калон исключительно ба обществу, а значит отражать тааллуқ информацию дорад, правдиво, открыто и честно. ки ба ҷомеаи Показывая созанда достойные примеры ба настоящих тааллуқ дорад человеческих ва качеств в каждой иттилооти сфере, в том числе и в рост сфере ошкор ба Самое главное, что построить такое общество возможно муҳимтар аз нужным ҳама ин мирным аст. путем. И мы ин можем с чунин вами як это ҷомеаро сделать ба за роҳи достаточно осоишта короткий ва дар промежуток времени. муддати хеле Ведь кӯтоҳ именно сохтан такую жизнь имконпазир нам аст. завещали ин наши ҳамон пророки, гуна где зиндагист ки человек, паёнбарон человеку брат ва или сестра. Во ба всем мо главенствует восита любовь, вобаста доброта, карданд, ки дар он шахс взаимоуважение и бародар справедливое ё равенство. хоҳар аст. Спасибо. дар ҳама чиз Самый муҳаббат, меҳрубонӣ ва масштабный эҳтироми соцопрос ҳамдигар за всю историю нашей цивилизации, который уже 10 лет проводится людьми по всему миру. соцсапроси 180 стран. Миллионы людей пуртаҷриба дар разных таърихи социальных тамаддуни мо статусов, вероисповеданий, 1080 национальностей кишвар, миллионҳо говорят одамон, об обществе, статусҳои в котором гуногуни хотят иҷтимоӣ аз жить. И это юрҳо, миллионҳо созидательное онҳо общество. дар бораи ҷомеаи суҳбат На мекунанд, ки основе ответов ҷомеаи людей со созанда всего мебошад. мира были сформированы дар асоси ҷавобҳои 8 основ одамони тамоми ҷаҳон 8 созидательного пояи общества. бунёди ҷомеаи Это созанда общество, ташкил в карда котором шуд. все люди ин жили ҷомеаест ки счастливо, дар он в мире ҳама и одамон процветании. хушбахтанд, Это дар и сулҳ есть ва то шукуфоӣ общество, зиндагӣ мекунанд. которое ин завещали ҷомеаест наши ки пророки. паёнбарони мо ба мо мерос Все гузоштанд. пророки говорили о ценности жизни, свободе, ҳама паёнбарон дар бораи честности, арзиши зиндагӣ, общечеловеческих озодӣ, ценностях, рост қавлӣ, равенстве арзиши всех умумӣ, людей перед Богом, о умуми инсонӣ, взаимоуважении и баробарии любви ҳама одамон дар назди друг к худо, другу. дар назди Они дар бораи говорили эҳтироми об тарафайн одной истине. ва воҳиди В том мире, мардум дар который бораи мы муҳаббат ва можем создать, якдигар сухан мегуфтанд. пророки онҳо дар бораи говорили як о ҳақиқат наступит ва день, дар бораи когда мы дунёе сможем ба мо построить мегуфтанд ки созидательное общество. Нам выпала честь мо шараф дорем ки дар времена, ҷомеае о зиндагӣ которых мекунем. говорили пророки. шараф дорем ки дар замоне зиндагӣ мекунем ки паёнбарон гуфта буданд, Каждый вақте ки ҳама интихоб шудаанд. Да, друзья, мы живем в такое время, когда действительно каждый из бале нас дӯстон, избран. Мы сегодня ва ҳар яки мо рассмотрели интихоб жизнь и шудааст. трудоустройство людей на примере имрӯз мо буквально зиндагӣ ва нескольких шуғли стран, мардумро которые ба сегодня считаются самыми бо истифода развитыми аз в мисоли благополучной чанд мире. кишваре баррасӣ кардем, Мы, безусловно, ки увидели много имрӯз позитивных примеров. тараққикунанда ва Вместе с тем мы шукуфоӣ видим, что ҳисобида по мешавад. сути мо бисёр в мире мисолҳои сейчас не мусбат существует дидем. места, где люди бы ҳамзамон могли мо мебинем ки развиваться, воқеан ҳоло дар независимо от ҷаҳон происхождения ҷое нест, ки или одамон каких-то новобаста аз было еще пойдошт ва условий. дигар И шароити человек бы чувствовал себя полностью инкишоф ёфта свободным и бошанд, ки счастливым. инсон худро комилан Какой бы ни озод ва была хушбахт развитая ҳис кунад. страна, все равно человек вынужден работать кишваре ки чӣ на выживание. қадаре Это пешрафта бесспорно. набошад, И дело совсем не в одамро странах. маҷбур Мы все мекунад то понимаем, что в зинда других монад. странах ин мира озодӣ нест ва
نقطه در کشورهای اصلا نیست. همه ما میفهمیم که در دیگر کشورهای جهان برای آدم وضعیتی تماما بد است، اما کشورهای هستند که غلامداری حتی به پیچش زیبا غلامی کودکان در دیگر پدیده ها پوشانیده نشدند و مفهوم جامعه ما بهترین چیزی را نشان دادیم که امروز فرمت استعمال کننده به دست آورده می تواند. سخن درباره کشور یا مردم نه، بلکه درباره فرمت استعمال کننده رابطه جمعیتی می رود که در اطراف ضرورت زیاده مانده به مانند یک بسته حیوانات ساخته شده است. اما ما حیوان نیستیم، ما مردم آدمیم. حالا بیایید تصور کنیم که ما در جامعه سازنده زندگی میکنیم. این یک دستگاه کلا فرق میکند. به شما لازم نیست که در آن زنده مانید. هنگام تولد شما غذای رایگان، منزل به همه منزل‌های کمونالی، تحصیلات، صفت بلندی، داروی رایگان، بیماری‌های مراجعت کنید. بحران‌ها نیستند. چه کاری که می‌خواهی کنی به مانند Нету преступности, нету войн, нету агрессии. Мы вообще забыли, что такое может быть. Нету власти ни на уровне государства, ни на уровне предприятия. Все люди — это равноправные партнеры. И каждый ответственный за взятую на себя часть работы и за принятое решение. Вы можете себе представить мир счастливых и улыбающихся людей, беззаботных, دنیای آدمان خوشبخت و خندان، بی‌پروایانه و با امکانیت‌های نامحدود برای رشد. هیچ کس برای ساختن آن مانع نمی‌شود. این آرزو نیست، این تنها نتیجه انتخاب ماست. آیا شما چنین زندگی کردن می‌خواهید؟ ما به شبهه می‌خواهیم. تشکر به نادرده برای سخن‌های خوب. در حقیقت اگر ما متحد شویم، ما بسیار کارها را کرده می‌توانیم و این کار فرزندان و نبیرگان ما نیست. این امکانی بی‌نظیر بنیاد چنین جامعه امروزه است، زیرا همه چیز در دست ماست. دوستان عزیز، لایحه جامعه سازنده هم همراه شوید. تشکر به همه که علاقه همراهی شدند و عملی میکنند، زیرا این در هر ثانیه احساس می شود. یک جایه ما می توانیم. سپاس.